Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Подождем, пока немножко соберутся. Что с Wi-Fi не так? Вроде бы подключился. Валейкум ассалам, Ибрахим. Валейкум ассалам. Дажимат. Агулбалетену ему. Немножко подождем. И начнем. Такс. Очень хорошо. Двадцать один здесь, понятно? Но это хорошо. Это хорошо. Так. Так. Этот. Уже. Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Худияш бушу, худияш бушу. Тазим хагу гурбат сатир. Сегодня мы с небольшим запозданием. Я надеюсь, Зелем сегодня зайдет, расскажет. Со вчерашнего дня, надеюсь, он собрал. Что-то, я не знаю, я сам жду. Посмотрим. Ждем. Постараемся. Остальные в любом случае наши собеседники. Валейкум ассалам, Герман.
Может придет, может не придет. Время ему дали до сегодня. Посмотрим, что он сделает. Не знаю. Мудушу, могш, мегш. Альхамдулилlah. Могш до. Дела е там цане. Мегш до. Сажим. Не знаю, спроси у него, придет он или нет. Без понятия. Хорошо, сейчас. Ну, спроси. Может, он тебя послушает. Скажи тогда, это нужно не ко мне обращаться, а в Кисловодск. Башлам только что со мной спорил один недоумок, мол, в Бамуте издревле проживали ингуши, откуда они взяли, что это когда-то какой-то род ингушский проживал. Есть факты? Нету никаких фактов. И никакого рода там не проживало. Кто там проживал, кто там жил, начиная еще со времен Кавказской войны, со времен имама Шамиля, мы уже сказали, да, Ибрахим, да, иногда пробуди в себе гориллу. Без этого никак, Ибрахим. Ели кофе, ели это. Так что решили сегодня. Про Бамут уже все сказано, это просто лишний раз. С бургерами. Бургер, Шамсавишервайн. Мы и без бургеров обойдемся. Что? Хотя ему грех жаловаться вообще. Если честно сказать. Ибрахим, если будут вопросы, сразу задавай. Не хочется мне сегодня зачитывать. Опять же, людей тревожить. Да, и бамутов было еще шато. Там 3 бамута был. Нижний, средний и верхний. Из 3 бамутов остался только 1. Да. Обидели его здесь, и он. Валикум ассалам. Нет, не видел, я не смотрю его ролики. Я и эфиры его не смотрю, честно сказать.
когда присылают вот это, правда, спрашивают нарезку, тогда смотрю, а так я не смотрел. Чего нет, того нет. Что он на этот раз учудил там? Настроение поднять можно, тоже верно. Время от времени не без этого. Должны же хоть иногда веселиться люди. Черту аму. Что у тебя? Как у тебя? Что на твоем фронте? Ой, что духуешь, мой хан. Да, сейчас он вместо Асхаба Бурсагова уже веселит. Мазератти, куда пропал Башлан? Твой подписчик тоже был. Не знаю, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Дикусон Башлан. Да на хитам цене. Это хорошо. И дик дуа уже. Дик тоже. Аму мукш ай. Алхамдулилlah. Живые. И тому радуемся, Баша. Мокшту, мекшту. Дinaду. Батик Дисла. Рамазотти. What is? Рамазотти я вижу, время от времени заходит. Я работаю, уставший, слушаю вас и засыпаю. Ну, хоть и это хорошо. Это хорошо. Дами до сих пор и Мелхи, и Экки проживают. Лам Экки конкретно. По сегодняшнему посту я, честно, заблокировал, потому что там у него пустой аккаунт был. Зашел, он начал мне нести всякую ересь, рассказывать о том, что якобы я собираю всю грязь бахцу и выкладываю, разжигаю большу. То есть как получается, уважаемые, когда я отвечаю, зачем вы часть Серноводского района, Ачвой-Мартановский весь район приписываете к себе, что это неправда, это получается, что я занимаюсь разжиганием фитной. А человек, который написал этот пост, и еще под этим постом 55 человек лайкнули его, то есть они полностью говорят, да, это так и есть, пишут грязные комментарии в наш адрес, это вполне нормально. А то, что отвечаю и говорю, что это не так, это ненормально.
Вот такая вот непонятная психология или логика у некоторых людей. Башлам, примерно сколько веков или тысячелетий вглубь прошлого мы можем копать историческими документами? Историческими документами ты немного сможешь покопать. В любом случае, тысячи веков сказать нельзя. Максимально там, что касается Нахчиматьяне, вот об этом можно, и то об этом написал Гурам Гумба, по его книге есть. Его книга и география 7 века. А там прямо говорить документами, это очень сложно. С учетом того, что многое чего уничтожено безвозвратно. И все по крупицам нужно собирать сегодня. Взаимосвязь с Урарту и Хуритами нужно по крупицам собирать. Все это не так просто на самом деле, как хотелось бы. Вот, ну Ачмай, Мартан и Бамут почти слились, там пару километров между ними. Так и Бамут выгодно, очень удобно расположен. Ты за Бамут не переживай, ни Бамут, ни сантиметр нашей земли никому отдавать никто не собирается. Есть одна проблема, единственная, что они делают ролики до сих пор и рассказывают, кидают ролики и говорят, что якобы пройдет шариатский суд там в 2034 году, и чеченцы сами отдадут эту землю. Я, честно сказать, не знаю, на каком основании и насколько должен быть наш народ глупым, чтобы отдать свою родину, раздавать. И так неплохо 7-8 селений им оставили. Ну, даже этого, видите ли, не хватает никак. Вот. И они думают, что камень капля точит. И говорят. Многие наши устают, занимаются другими делами, оставляют. Да, есть среди нас пару человек, которые днем и ночью сотнями, если не больше, не скажу тысячи, но сотнями, каждый комментарий, вы просто не представляете, сколько информации просто-напросто собирается у меня. Это просто жуть. Машаллах, далах тубал, дересхил. Поэтому важно, что, видите ли, как хорошо то, что они, даже какая бы чушь ни была бы, какая бы ложь ни была о нашей родине или о нашей истории, они помогают, они лайкают. Вот это ерунда, грубо, я просто посмотрел, комментарии пишут, лайкают, сколько там вообще, грубо говоря, там 55, 65, 105. А у нас делаешь опровержение, показываешь ложь. Там единицы из наших ребят, которые понимают, что нужно лайкать, нужно писать комментарии, нужно как-то продвигать эту новость, очень пассивно относятся. Это, конечно, настораживает немножко. Почему? Потому что, опять же, мы проигрываем, получается. А каждый проигрыш, это мы рано или поздно поплатимся. Если не вы поплатитесь, если вы так думаете, завтра это останется вашим детям. Ваши дети поплатятся. До чего доводит этот космополитизм? То есть, когда начинают говорить, уразный терроризм, беда терроризм, Салам маршал Луделер, салам маршал Хил, слушаем дороги. Ларлуш Уилл, да, не спойл, да, тухтар дуэл. И каждое вот это наше упущение, каждая наша недоработка, еще они потом еще упрекают нас за это. Помните по книге, когда говорили, кстати, сегодня я посмотрел, опять просматривая старые ролики, оказывается, последняя вот эта Эздел земной жизни, книга написанная, которая больше всего, вот эта толстая книга, написанная в кавычках Абадиевым. Вы знаете, кто был вообще рецензентом этой книги? Кроме ныне покойного Нурдина Кадзуева,
Там же был рецензентом Бибулат Богатырев, оказывается. Бибулат Богатырев, Идрис Абадеев и Нурдин Кадзоев. Вот такие вот люди. А они говорят, почему вы только проснулись, если книга была написана там, то в 2014 году, там, старая версия, новая версия, или в 2004 году. Они упрекали за то, что мы сразу не отреагировали на их книгу написанную. Я еще раз говорю, никто, ни один народ, ни один сосед наш, будь то Грузия, будь то, я не знаю, терское казачество, осетины, частично Дагестан, никто не пытался и не пачкал нашу историю. Вот. Ты посмотрел бы его «Шато», ты бы видел его первые выступления, которые в 89-м, 90-м году он в Грозном делал. Они были совсем другими. Совсем другими были. Поэтому реагировать, не реагировать, оставлять или не оставлять написанное про нашу историю, это, конечно, дело каждого. Но потом уже, когда процесс запущен, не нужно говорить, ух ты, если бы мы знали, а если бы у нас было бы это раньше информация. Все это есть, и до всех мы это доводим, чтобы знали. Вот. Конечно же, многие из них делают и хуже себе, когда взаимоотношения. Я же даже не знал, сегодня мне еще скинули, они начали там писать, прямо как будто ждали про Руслана Хасбулатова, да, Гештуацун. Оказывается, там сделали не посты, которые клевещут на него после смерти человека. Вот это, конечно, было немножко странно. Хотя, в принципе, не странно. Ва алейкум ассалам. Многие написали не самые лицеприятные. И задонатил Асламбек. Наш брат Асламбек, первый, кто сегодня задонатил. Асламбек, да, саадов. Бодиснак Эзершка соудовлетил. Огромная благодарность за то, что поддерживаете наш канал. Ваша поддержка, как говорится, на вес золота. Заур асхаитировна, ассаламу алейкум, ассалама. Вот. Поэтому, конечно же, каждый человек волен сам выбирать, поступать или не поступать. Но мне очень интересно, когда говорят, вот Зелим сказал, я вот со вчерашнего дня думаю, кого же он представит. Какие же, что же за блогеры такие, которых он представит? Дукбу ол масара, шутмабай дукка, твахляц яздяш. Он дукка бичабути шишут. Я хочу увидеть это, как говорится. Ждем прямо, я не знаю, с нетерпением ждем, когда они покажут. Радоваться смерти, конечно, не стоит никому. И наговаривать не стоит. Потому что только после того, как ушел он из жизни, уже тут целые памфлеты пишут. Якобы мы его сделали заместителем там экс-председателем Верховного Совета и так далее и тому подобное. Интересно, сегодня бы сделали они кого-нибудь. Но это такое лирическое отступление. А может быть взять и согласиться с игрушами во всем уже братскина. С чем согласиться? Гугисконс, давай я тебя приведу. Я твое имя не знаю, но я так понимаю, ты грузин, да? Давай я тебе приведу пример. Вот, чтобы не разжечь прямо,
Давай с теми, у кого у вас нет проблем. Вот у вас есть граница с Арменией. Я знаю, что там есть одна ситуация, где армяне приписывают грузинскую церковь. Я сейчас местность уже не помню, но она оспаривают они. Есть ситуация, где есть спорные моменты. Они говорят, что это армянская, ваши говорят, что это грузинская. И церковь, и территория, большая часть. Вот как ты думаешь, я тебе скажу, ну вот вы же соседи с армянами, или вы же католики, или православные, христиане, давайте простите и согласитесь, отдайте армянам вот землю. Вы согласитесь с этим? Пускай это будет хорошо, если так. Или с Южной Осетии, или с Абхазией какие-то спорные земли. Скажете, ну вы же всю жизнь жили вместе. Чтобы были хорошие отношения соседские, оставьте им землю. Вы согласитесь с этим? С учетом того, что, опять же, я говорю, никто не против хороших взаимоотношений. Но никто не должен претендовать на, если даже братья, претендовать на их землю. Дорога в вечность. Да, эту книгу, читая до 18 года, не знали, что у ингушей такие мысли, поэтому не ответили, как увидели, то ответили. Согласиться или не согласиться, это вопрос же не риторический. Если бы это был бы какой-то вопрос, там, просто оставить и все, тогда бы можно было бы понять. А так, с многими вещами согласились. Для вот этих поддержания этих братских взаимоотношений 7-8 селений оставили, спорные территории оставили по-братски. Мы разные народы, а вы, чеченцы, ингуши, один. Ну вот, опять же, ты говоришь, один народ. Согласен. Но если уступили в одном месте, как ты думаешь, нужно всегда уступать для братских отношений? Вот. Во всем? Можно рассчитывать, конечно, так говорить, братские народы, в принципе, можно и на других примерах привести. Мы не разъединялись, мы не хотели разъединяться. Разъединились они. Это не стоит забывать. Так, Эльмира Шебзухова, 77. Ну, братские отношения должны поддерживаться со всех сторон, не только с одной стороны. Я так считаю. Это же как пила. Дружба 2 называется такая пила, помнишь? Туда-сюда, туда-сюда. Вот, Зелим пришел. Зелим, ассаламу алейкум. Все тебя ждали, чтобы ты сегодня рассказал нам о тех таких же блогерах, которые есть у нас в Чечне. Надеюсь, ты сегодня сможешь рассказать о них. Шейх Мазур Башлам. Авадян вроде бы обещал, перепишет эту фуловую книгу. Да что он перепишет? Изменилось что-нибудь? Думаю, нет. Нет, он ничего не перепишет. И не сможет он уже ничего переписать. Написал бы он, может быть, бы переписал. Я не историк, брат. Я тебе не про историков говорю же. Ты сказал, когда вчера, Зелим, начали говорить, что у вас есть человек, который так-то, так-то. Ты, в принципе, мог, когда они начали говорить про него, ты мог это просто пропустить. Ведь речь шла не об ингушах, брат.
не об ингушах. Речь шла просто о сказках, о лжи, которые он рассказывает. Ты за него впрягся и сказал, что у вас есть такие же, как он. До этого вашу перепалку я даже не вмешивался. Но когда ты говоришь, у нас есть такие, нам вот хочется знать, кто. Если есть такие у нас, мы бы, может быть, сделали, чтобы таких не было у нас. Расскажи, кто конкретно. Мы же не про историка. Он не историк. Он не этнограф. Он не ученый. Он блогер, который сидит, хает, мает, ссорит со всеми соседями. И даже сейчас перешел даже немножко за границу, в Турцию, и ссорит вас. А ты защищаешь его. Это твое право защищать. Его защищать ты можешь, но обвиняя, говоря, что у нас есть такие же, если у тебя нету назвать кого, думаю, не стоит этого делать. Не могут быть виноваты сразу все. Все вот, кто вокруг. Я могу понять, есть там соседи, с которым у вас есть и поземельный конфликт. А при чем тут адыги, то бишь кабардинцы? А при чем тут чеченцы? Ну, тогда тут дело не в том, что интернет ты воин или нет, встретиться, не встретиться. Ты вот такие вот вещи говоришь, я не интернетный воин. Никто не интернетный воин. Люди здесь общаются, говорят про историю, если ложно наговариваться, опровергают, просто общаются с друг другом. Ладно. Если ты говоришь, что не впрягался, я, честно, выглядела со стороны это так, Зелем. Но если нет, это даже не столько вопрос в этом руслане. Нам было просто интересно, кто же у нас такой, чтобы такие вещи говорить о народе и так далее. Хотели это дело исправить, но, как видно, да, я знаю, у ингушей тоже радикальные взгляды насчет этого. Задайте Башламу вопрос про земли Галанчорского района, которые остались в Грузии после 1944 года. Брат мой местами Харцу и Юйца. Расскажи, где конкретно, Зелем, если ты мне говоришь о Харцу и Юйцбага, расскажи, где конкретно Харцу Мичаю Хаала, ты скажи, где. Что касается земли, которые остались, это даже не столько Галанчорские, а два селения, которые остались в Итумкалинского района, если я не ошибаюсь, Муцо и еще там недалеко от Шатили, эти два селения. Во время Терской области они входили в состав Чечни. А так я не могу сказать, кто это, какие села и остались. Ну, по крайней мере, в данное время спорных вопросов по этой земле нету на государственном уровне. На государственном уровне нет таких вопросов. Вот. Что касается с Грузией. Спорных территорий с Грузией нет. Вы должны понимать, что вопросы решения по грузинской теме, когда мы с тобой разговаривали по телефону, я тебе еще раз говорю, хечки пардар по телефону или в интернете, каким образом? Что именно? Худар хечки пара. Вот что именно? Что касается справедливости или чего-то, я тебе еще раз сказал и еще раз говорю. Есть вопросы истории. Если ты не сведущ в вопросах истории, я с тобой не буду спорить. По истории, если ты не знаешь, никто с тобой не будет, никто тебя не обвиняет, если ты не знаешь про историю ничего. Тут вопросов нету. Ты опять же говоришь,
вы говорите, ты говоришь, ага, некоторые вещи. Какие некоторые вещи ты можешь сказать конкретно? Вот здесь, допустим, по Галанчевской земле, или же по землям, грубо говоря, или же про тайпы на своей территории, которые у нас, или же 2018 договор, который заключили. Что именно конкретно ты имеешь в виду под этим? Просто скажи, чтобы и я знал, и все остальные знали, где и в чем расходится. Но ты можешь запрос отправить, Зелем. Посмотри, постарайся опять отправить запрос. Почему я не могу тебе отправить запрос, я не знаю, Зелимхан. Странно, Балыч. Всем я могу, но тебе не могу. Ладно, оставим. Раз так, оставим тогда. Когда... Давайте дальше. Какой вопрос был другой, который мне задавали? По Галанчевскому району я уже ответил по 44 году. Честно сказать, по 44 году, что наши земли остались там, я такого не слышал. Врать не буду. Если бы конкретно у вас есть какая-то информация, что в 44 году от Галанчевского района откололи какую-то часть и отдали Грузии, ну, расскажите, я почему-то не имею таких документов. Времена Терской области это разные. 44-й это 20 век. Вот. А я говорю про времена еще, когда был Шамиля. — 2018 год события Фуг Эрдара. По 2018... Можно, надо просто проверить, А, что все. эфир работает, чтобы Работает, не говорили, работает. все тогда давай. Давай. По 2018 году я сказал и говорю еще раз. В 2018 году происшедшая ситуация заключалась в том, что земли, которые в 2009 году, в 2008-2009 году незаконно были приписаны к Ингушетии, в 2018 году их вернули. Обоснования, документы, все это, я больше тебе скажу. Соро, я тебе видео даже покажу. В этом случае Юнусбек не соврал. Сейчас я вам покажу. Шмаду. Подожди немножко. Так. Сейчас. Опа. Звук плохой, да? Вам слышно хоть чуть-чуть? Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Это видео очень слабым звуком. Сейчас должна... Вот. Я тебя понял. Ты звук слабый. Там очень звук есть, там очень слабый звук. Я понял. Понял. Ты говоришь, он предатель. Это ваше, конечно, внутреннее дело. Это ваша глава бывший. Ты можешь сказать мне конкретно, в чем он вас предал? Вот по 18 году в чем он вас предал? Нет, я отталкиваюсь от того, что земли в 8-9 году, которые были взяты незаконно, вернули обратно. И приглашали, и говорили. Просто по этому вопросу. Добрый. В 2009 году эти земли были, скажи мне, в 2009 году эти земли до 2008 года, в 7, 6, 5, 4, 3, последние 150 лет вот этот кусок земли по Галанчорскому району кому принадлежал? Зелем, скажи мне. Амин. Да, Льохивал Харцом, Йохи, скажи мне, кому они были? Ты можешь сказать, Зелем, до 2008 года этот участок земли чей был? У меня есть документы, у меня есть карты. Без него даже, я тебе говорю. Можешь сказать мне? Амин. Могилы, ты на мой вопрос ответь. Могилы там чеченские. Потому что там те, кто пришел туда, Уарствай, чеченские, ногчи Уарствай, будете габол? Цердейши, кешништуешь. Твои могилы есть там? Ты не перекидывай с одного на другой. Ты скажи, чья эта земля была до 2009 года? Скажи мне. Башлам, между прочим, на Кавказе грузины первыми начали законно осуществлять свои претензии с войной на своих соседей, что грузины могут сказать что-либо. Вопрос не в грузинах или ком-либо, сейчас не в этом. На землю претендовать, не претендовать. Не до того, что они претендуют на какие-то другие спорные земли в вопросе там, с Абхазией, с Южной Осетией. Это не мое дело, это их внутреннее дело. Я не вмешиваюсь, кому она там принадлежала из них. Почему, вот мне интересно, почему Зелем не может зайти в эфир? Вот это мне интересно.
На твой вопрос я ответил. Еще раз отвечаю на твой вопрос, Зелен, если вдруг ты не понимаешь. Смотри, есть в Чечне процентов 50 Уарсквай, есть в Ингушетии. Большинство экки, которые проживают в Чечне, не считая Ауха, экки, Уарсквай, Межой, Балеиш, Цечой, Балеиш, Кабеш, Балей, проживают в Чечне. Огромное количество. Там проживают их предки. Лежат в могилах их предки. Этот вопрос закрыт. Чий кешниш там? Если ты про чий кешниш будешь говорить, скажи мне, почему кабардинские, ныне адыгский кешниш находится в Малгобекском районе? Было их огромное количество, сейчас их начали понемножку, почему-то они пропадать и исчезать. Уарсквай, которые живут в Чечне, называют себя нохчи от безысходности. А в Ингушетии, которые живут, некоторые вас говорят, что они нация. Вот ты говоришь, что от безысходности у тебя есть доказательства, ты можешь поклясться на Коране, как мусульманин, что они от безысходности. Их огромное количество. Ты забыл, уарсква есть, которые говорят, что нохчи. Ты говоришь, у вас есть уарсква, который себя называет отдельно нацией. Ты забыл о третьей стороне. У вас уарсква, который себя называет ингуши, они называют себя от безысходности. Зелем, тебе вопрос. Уарсква, которые называют себя ингушами, они называют себя от безысходности ингушами. Скажи мне это. Мне просто очень интересно. Нет, называют себя ингушами, потому что они и есть ингуши. То есть уарсква, которые в Ингушетии, они ингуши. А уарсква, которые в Чечне, от безысходности называют. Так что ли? Вот ты реально в это веришь сам? Скажи мне. Ты реально в это веришь? Вот то, что ты говоришь, ты веришь в это? Ты в конкретном заблуждении, мой брат. В конкретном заблуждении. Вот так вот. Этот вопрос я тебе задал. На чем основываются твои доводы, что они в Чечне называют себя от безысходности чеченцами? У тебя есть доказательства этому? Если есть, приведи. У тебя нету. Ты называешь, ты не ответил ни на один вопрос. Ни на один вопрос ты не ответил. Ты не сказал мне, чьи эти земли были до 2009 года, когда их тихо, молча приписали к себе. Ты не знаешь о том, от безысходности они себя называют или нет. Но ты ведешь дискуссию, не имея ни одного аргумента, ни одного довода в свою сторону. Это заранее проигрышная ситуация, Зелем. Это заранее проигрышная ситуация. Если Цхору из Чечни называют себя Нохчи, они Нохчи. Если Цхору из Ингушетии называют себя ингушами, они ингуши. Каждый волен себе выбирать то, кем он является. Понимаешь? И ты прекрасно это должен знать, как никто другой.
Никого никто не заставляет. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Ладно, давайте продолжим дальше. И Башлам, спроси у этого зелема, почему галгай называют царвой ценна галгай бац. Я не буду это спрашивать. Это уже, как говорится, это их внутреннее дело. Мне интересно было харцо юц бахцо сюк. Асмича юц харцо. Хагайт эчхайнаха. Я показываю ему доводы, где их же глава показывает. Он говорит, он предатель. В чем он предатель? Где он предал? Кого он предал? От того, что вернул чеченцам нижнюю часть земли, верхнюю часть земли, которую они взяли в 2009? Нет. Он наоборот таки с этим соглашением, он абсолютно прав. 51 тысячу квадратных метров, а он взял и добавил к Ингушетии. Это спорные территории, которые он добавил, и он не врет. Башлам, до войны в Чечне кому эти территории принадлежали? Чечне. До войны в Чечне эти территории принадлежали Чечне. Один по жизни. До 2009 года эта территория принадлежала Чечне. Если ты говоришь про Галанчожский район, верхнюю часть, про нижнюю часть, эта территория была спорная. А верхняя часть нет. А об этом как раз таки есть конкретно в это время эти земельные участки, как ты говоришь, земля проходила контртеррористическая операция, и никто не обращал внимания. И по ошибке, как раз таки по ошибке эти земли остались не включенные, вот этот кусок земли. Об этом четко говорится. И этот кусок просто взяли и приписали к себе. На дорожных картах, на всех советских картах, дореволюционных картах. Все время они властвовали в Дагестане. Конечно, так и есть, абсолютно верно, Анвар Исраилов. В Чечне живут люди, это факт есть. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам, рахматуллахи, Расулов 20 иху. Да мне без разницы, провокаторы, не провокаторы. Любую ложь можно опровергнуть. И это проще простого. Вот и все. Пускай покажут хоть одну карту, хоть один документ, где до 2009 года эти земли были в составе автономной области или Ингушской области. Они 150 лет тому назад буквально на 3-4 года переходили. Часть переходила 150 лет тому назад. И то Уарстхуай проявили желание и сказали, что они хотят быть с чеченцами. И эти земли были введены обратно в чеченскую автономию. Вот и все. Ассаламу алейкум, Башлам. Примерно в 2009 году по ТВ Ингушетии видел репортаж. Там индусские чиновники показывали Евкурову территорию для строительства нового поселения в зоне видимости Горогорска. Да, это, кажется, Бердюрт, кажется. Бердюрт, кажется, чему. А вообще, по идее, эта территория, на этой территории было запрещено. То есть пока была спорная территория, договорились, что они будут по границе строить села. Но это соглашение тоже было нарушено и было построено село. Там много фактов, не самых лицеприятных, конечно. Сами заключили договор, сами отменили его, потому что он не устраивает
якобы интересам ингушского народа, но притом не спрашивая чеченцев. В одностороннем порядке вот этот документ тоже есть в свободном доступе в интернете, поэтому ничего такого удивительного нету. Так что вот так. Продолжаем. Суржуки Снохчу Башлам смотрел карты до 1944 года, и сейчас там значительная граница двинута вглубь Чечни, в район Галанчожа и Шатилей. Скинь мне потом карту, посмотрим. Я, честно сказать, не видел. Я вижу в комментариях, как пишут чеченцы, что Сунжинский район чеченцев. Да, так и есть. Он был когда-то чеченским. До 1934 года он был чеченским. До объединения Чечни и Ингушетии он был чеченским один по жизни. Можешь проверить. 5 лет он успел просуществовать в Чечне. Опять же, эти станицы, эти села изъявили сами желание присоединиться к чеченской автономии. Потом объединили Чечню и Ингушетию. В 90-х годах, когда начали расходиться, начали воссоздавать Ингушскую автономную республику, эти земли попросили по просьбе ингушей, ну и плюс в Чечне началась еще и война, этот вопрос был по демаркации границы временно заморожен. Документы между Аушевым и Дудаевым были. Потом первая война, вторая война, все вот это длилось до 2018 года. В 2018 году, когда тему с верхней части начинали разговаривать по этим вопросам, чтобы братские отношения скрепить, нижнюю часть, 7 селений, которые были спорные, выровняв эту линию, оставили за братьями-ингушами. Вот эти два района. Часть Малгобекского и Сунжинский. Но он весь называется Сунжинский. Но часть Малгобекского района и Сунжинский. Вот так закончился вот этот спорный вопрос, который начался еще во времена Дудаева и Аушева. Вот так вот. А что случилось? А сейчас что случилось с землями? Я тебе сказал. Теперь они уже ингушские. Конечно, Юрч, Тая, Щул, Галанчорский район восстанавливают дороги великолепные, хорошие дороги, свет проводится, сейчас школы, вся инфраструктура тоже будет налаживаться, с этим проблем нету. До заселения казаков эти земли были Бека-Черкасского, Малая Кабарда называлась эта земля, и она принадлежала кабардинцам. Кабардинцы, Бек-Черкасский, после определенных ситуаций, когда скосило огромное количество людей, когда вечно были набеги, проблемы, эти земли продали царской России. И царская Россия на основе того, что они являются хозяевами этих земель, заселили туда частично терских казаков. Но не только туда, а еще дальше вниз. Вот. С многих мест они ушли. Нижняя часть осталась за Ингушетией в этой части. Верхняя часть изъявила желание сами, поскольку эта земля была их, они присоединились к Чечне. Вот так было. Поэтому до казаков, что вы там были, если ты хочешь рассказать, то не стоит. Кубы оставили. Ну, это сейчас не важно, да, или иншаллах, все земли лежат и никуда не денутся.
Ну, конечно, никуда не денутся. Куда они денутся? Мы умрем и уйдем, а земли останутся. Тут никаких споров нету по этому вопросу. Это все, как говорится, как было, так и останется. Думаю, посмотрим. Надеюсь. 80:02. Освободила. Что ты говоришь? Тогда почему из этих земель у казаков отвоевали? Что воевали? Кто отвоевал? Ты явно путаешь сейчас. Если... Ладно, я сейчас не буду говорить, как все произошло, и как оттуда начали казаки уезжать, и каким все это методом произошло, один по жизни. Кто воевал? Скажи мне, как воевали и когда воевали с казаками или с белогвардейцами эти земли? Ты хочешь рассказать про шестидневную войну, когда заняли позицию красногвардейцев, и красногвардейцы, то есть Советский Союз, зарождающийся, помог вам и обещал вернуть небольшие земли? Ты про это хочешь рассказать? Или про что? Когда воевали? С этих земель никто из вас никого не выкурил. Ты сейчас путаешь немножко. Когда это произошло, я тебе могу сказать. После 90-х годов. Когда уже казачество пошло вниз. Начало спадать. Когда там были чеченцы, расскажи хотя бы один раз, когда вы воевали в этих землях. Когда их передали чеченцам. Я на твой вопрос ответил. Я тебе задаю вопрос и говорю. Когда вы воевали? Ты про Сунжинский отдел? Когда вообще? Расскажи мне, где написано, что вы воевали в Сунжинском районе и отвоевали у казаков землю. Хоть одну вот эту боевую военную экспедицию расскажи, в каком году это было. Даже писать не нужно. Запрос отправь ко мне. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Вот, чтобы вот... Очень интересно у вас как-то получается. Почему-то люди, которые так пишут активно мне, один по жизни, почему я не могу тебя пригласить в эфир? Отправь запрос ко мне в эфир. Ты же добавился, вот ты добавилась. Давай, отправь мне запрос и расскажи про войну. Когда вы воевали? Взяли муации уже. Причем тут галгаш? Причем тут галгаш? И Причем тут галгаш? Мы говорим про историю. Она говорит, что эти земли, которые добровольно присоединились к Чечне, были освобождены от казаков и воевали с казаками. Я говорю, вот я как историк не знаю этого. Расскажите мне, в каком году воевали. Ты можешь мне рассказать это? Не я за разговор этот поднял. Я тебе видео скину в личку. Скидывай. Ты даже можешь скинуть сейчас прямо. Скидывай прямо сейчас. Прямо сейчас можешь скинуть. Ассаламу алейкум. Башлам. Рамзан Кадыров. Ва алейкум ассалам. Я не понял. Ассаламу алейкум. Башлам. Рамзан Кадыров. Это как Зелим Рабханов. Ва алейкум ассалам.
салам, рахматуллахи барак, закрыл эту тему, зачем поднимаешь, конечно. Я ее не поднимаю, Зелем, я ее не поднимаю. Вот как раз я и говорю, что эту тему закрыли. Я об этом и говорю. Ты же видишь, они задают эти вопросы. Кому принадлежат земли Божьи? Довольно суммулация. Ты не заметил, Зелем? Ты же с первого комментария, я этого слова даже не говорил. Тут речь не о нациях. Я хотел все это подвести к чему? Решение было закрыто каким образом? По-братски, по-войнахски, оставив эти земли, потому что сейчас там проживает большинство ингушей. Сейчас вот эта тема не нужна никому, территориальная. И оставили, решили это по-братски. Верхнюю часть, как взяли, вернули, небольшой кусок. Нижнюю часть оспаримую оставили. Все. И не надо говорить и рассказывать, что там что-то другое. Аздаешь еко там. Худаешь. Я не понимаю, Зейнам, что ты говоришь, конечно, или это ты кому-то говоришь? Мне ничего не доходит. Никаких звонков у меня нету, как видишь. Я в эфире. Ладно, ответы на вопросы я не услышал. Продолжим уже. Так, продолжим свой эфир. Так. Как же здесь? Ага, сейчас. Пошла. Группа захвата до выселки. Кто там жил? С 1929 по 1934 в одном есть. Во-первых, ты ему ничего говорить не должен, а он не интернетный герой. Из-за мокшучка, то есть цадала. Хайнцадо мадить зелем. Мой поклонник. Ты поклонник Бузуртанова Руслана? Ты считаешь себя поклонником Бузуртанова Руслана? Нет. Это просто человек, который зашел и сидит в эфире. Твой поклонник Бож. Хамил Шмадихуза. Здесь никому никто не поклонник. Здесь все равные. Он такой же, как и ты. Это первое. Во-вторых, и как мукшуочу хайцадо мадиц цуналец. Если ты его не знаешь, тем более. Ассаламу алейкум, башлам. Хацер Мичеру. Я только что подписался на твой канал. Я живу за пределами соцэйра Берткеларук. Так, собор, да? Скинули, говоришь? Багратионе также занимался разработкой географических карт. В 1745 году в Санкт-Петербурге была издана карта Кавказа, составленная вышеуказанным автором. На этой карте в местности расположения страны Ингушей присутствуют те самые 3 этнических названия, указанных в книге «География Грузии». Стоп. Ты мне скинул видео, которые по вашим же исследователям, во-первых, эти земли, которые ты говоришь, они записаны как Малая Кабарда. Они не записаны ингушскими. Это раз. Во-вторых, эта карта не является достоверной картой. Это уже давно разоблачили. Вахушти Багратиони примерно описал эти места. И то не не он сделал эту карту,
а примерно по его описи создали эту карту. Ты мне сейчас прислал карту Красного Горшка, который рассказал эту байду. Вот эту карту ты говоришь? Именно Кисты, Зурдзуки и Гликви. Причем, как нам уже удалось выяснить, эти три области входили в страну, именуемую обобщенным названием Дзурдзукетия. Дзурдзукетия — это Чечня и Ингушетия, горная часть. На северо-востоке от Дзурдзукетии отдельно отмечены чечаны, или же чеченцы, которые, по-видимому, относились к Дагестану. О, да, ты просто от меня в шоке я. Эту бурду я давно видел. Ты мне сказал, что ты пришлешь видео, один по жизни, где вы воевали и отвоевали у казаков эти земли. Где видео? Где документы? Я про историю говорю, оставим национальности. Где видео, где вы воевали, убили казаков и отвоевали эти земли? Не надо мне про Вахушти Багратиони, то, что ты скинул, недостоверная информация. Мы зачитывали эту тему Вахушти Багратиони. Это раз. Во-вторых, у Вахушти Багратиони, если то, что ты говоришь, правда, я хочу тебя огорчить, очень много плохого написано. Очень много плохого. Что касается, что находились в горах Зурдзуки и Кистинцы, а в этом, в нижней части чеченцы находились, так это уже, как говорится, как назвали нижних, как назвали верхних, оставьте. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи. Sana ostoqa sazin chuntir özün galaydi saç. Haja vaşa sam özdi o sam sayahsi bat koç sayğılq iman islam doluş. Sayveşet yu'da alqamildata go am delda hay doq amelan da'i wala söçoqa primo efire bana taqdiyorsa duva özün dir. As ona ya çandena وعلادات سيقا من خبر شوش بولنش بوي استير كورتوش اخرية استدالش إدون قيوم ما دهتون حجالي ولا حو ولا حتون وردا ولا بوحيك حسن نرش بوي سد دايما خنا تقيد شبرش سقومنا خبر يوشبرش تير كورتوش يخنشر انت تي بوي تيرتحن خوانس خادون إذا إدون ساتانگو شوات باشلام دیل دعوت هرسا شکاک زمغیل خیلر دوی ایدا ترد به دوی او از نه زمغیل دوس از ام دیل سودینن خوال سا اومنم علاق دوی از وینا وسنا دهت ویلا وسا استون موتور ساتوریات پروستا تخنلر شدينا شا تزيم ما كيرا دوغدوش تزيم ما دويش كيرا دوغدوش شا قوم قمل دغر شو بوشوي سقوم انت نخشوش دواء بريمو يوام زي برزع اي قومن هم بوشوات شوشي اوشي تسقيتا قومن هم تباحتو اتا ما تألر تنما باشلام استنا تألر نحن تألر وهم سأل شدوي أس إنن نيتشان دوي سكازچنك شوش الله إش إديوت شو إش شا قلنا لعلمن شو نقع سنة إش وي يق بيتان كيغان إغلوم داخدين وين بيد شين بيد بيربو مهش بلاح إزوش كنش بقلاتي هر قل دالر خالوم دوي تعنيس نردوشم ده تعنايا تعندينا يا أحشوش برشويت خبر شيء توش بولجا تانا نسلور دات تانا يا نسلا دات دال داديو خردويت أم ديل خوالن سبق دات نجحسن سوسن شنت أحبي خبر شيء بولجا والله تادا تامينو سوت ساق نسميل شو تأخر دوشن والله دو أس يا والله خير شو أتس يا ترمى خير شوات أس قباش ديوتر أمل إدوشن مساجا إشتكار نخشوشن خادوشن
تونت أنا خشاي قد قوي أختلك بيلوش إذا بلا هاي مو Нормально, алхамдулилlah. Деку хауса өзри ашуга югат акад велер базай. دوا بينهم Все, سون أمل دا إيش ده все, деку. ليش شيء يحتاج شو ما تقول Давай. دوا Хауса, давайте для начала скажем так. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, не нужно переходить на национальную основу. Если вы любители истории, хотите по истории о чем-то поговорить, рассказать, спрашивайте, задавайте вопросы, отвечайте. Не нужно переходить на личности, не нужно переходить на какие-то оскорбления. Без разницы. Если вы не знаете истории, если вы не знаете что-либо, тогда лишний раз не стоит даже поднимать лишний разговор. Недопонимание, он говорит про народ. Ну, само собой, про народ никто и не говорит. Никто не говорит про народ говорить. Сам да се ками алиотариат, я боз айле коштарат, сам да коштарат. Кам дючдат, стейп дючдат, фамилия дючдат. Оши цакиятта цакиятам, хелше оши пягш айцаюш. Оши цадог дийцаюш. هند أرشة تعهم دوش دولاني قان بقى شارك دال دلع هو دلع وير وقت دلع حنت يرد عدول دلع أرش مودر الكيجو دول دلشة هم دوش ما دولاني عدول دل مثله. Если вы хотите поговорить про историю, задавайте вопрос про историю. Если у вас есть какие-то аргументы, документы, контраргументы. Если нету, то надо оставить этот разговор. Вопрос, как я говорил, на государственном уровне же закрыт. Тот, кто говорит, что он никогда не будет закрыт, или это все будет снова и снова, попробуйте, посмотрите. Больше ничего нету. Баслам, тут никто никого не оскорбляет со стороны ингушей. А те, кто тут сидит и говорит, что ингуши норнийцы, это правильно. Один по жизни. Во-первых, никто не говорит, что ингуши норнийцы. Запомни это раз и навсегда. Если Нохчибы захотели говорить, что конкретно ингуши это норнийцы, то сказали бы и не назвали бы норнийцы люди, которые лгут, которые врут. Понимаешь? Вчера это зашло речь о том, что начали чушь в сказках, которые рассказал Руслан. С этого это началось. Это со вчерашнего дня. Потом Зелим сказал, что у вас точно такие же есть, которые оскорбляют. Я сказал, предоставь Зелиму хоть одного человека, кто, показывая свое лицо, сидит и оскорбляет целый народ, женщин этого народа, тейпы этого народа и так далее и тому подобное. Понимаешь? Ни Зелим не сможет никого предоставить, ни ты не сможешь никого предоставить, потому что таких людей нету. Ты и сейчас говоришь, ты не можешь ничего говорить, Зелим, потому что у тебя некого показать. Я тебе сказал, покажи, ты говоришь, я не историк. Причем тут историк? Кто оскорбляет, сидит, ведет блог, исследовательскую работу, 1000 или 5000 человек, который сидит и рассказывает. Покажи этого человека с чеченской стороны. Назови его. Норнийцы есть и в Чечне, есть и в Ингушетии, есть и в Дагестане. Это люди, которые лгут. Если вам не нравится, что говорят про врунов норнийцы, и вы притягиваете себе это ваши личные проблемы. А как мы должны называть еще лжецов, которые рассказывают всякие сказки? Говорит, что Ермолов там убрал рабство среди вас, которое было, что построил там самые красивые большие мечети, что говорит про чеченские тейпы и так далее и тому подобное, оскорбляя наших национальных героев. Как мы его должны называть? Я из рода Орского, но мне не нравится, что между нашими народами возникла такая ситуация. Один по жизни. Если ты из рода Орского, тебе вообще никаких претензий нету. Ты сказала, что воевали за эти земли. Ты и
я не знаю, ты парень или девушка, я не знаю. Я тебе лишь сказал, покажи мне, скинь мне видео, где воевали за эти земли и отвоевали их у казаков. Покажи документы или видео. Ты мне скидываешь чушь, которая не имеет никакого обоснования под собой. Опять же, спорная тема. Потому что карта не его, по его словам составленная. И все. Мне без разницы, Башлан, кто бы это ни был. Тот оскорбляет Галган, тот оскорбляет Галгай. Но в Чикам я того не считаю. Зелем, кто оскорбляет, еще раз. Вот ты сам говоришь и сам себе противоречишь. Никто, еще раз тебе говорят, никто про народ здесь не говорит. Я парень, один по жизни. Если ты парень, тем более. Если кто-то из вас, или ты, или Зелем, хотите поговорить и отправляете запрос, я с радостью вас по-братски открою, мы поговорим с друг другом. Все. Не будет никаких оскорблений. Вы приведете свои доводы, я приведу свои доводы. По истории, не по политике. Мне, что происходит у вас, я не вмешиваюсь в это. Но я вам говорю, я и считаю, до сих пор говорю, во-первых, самая большая ошибка, что мы объединились в 1934 году. И второе, что в 2018 году заключенный договор с чеченской стороны был сделан огромный братский подход. Почему? Потому что решение было правильным. Решение было правильным. Этот вопрос закрыт. Оно правильно. Вот. Закрыли. Дальше его продолжать нету никакого смысла. Почему? Потому что по-братски решили этот вопрос. Реально по-братски. Спорные территории, которые шли с 90-х годов, 20 лет не могли решить, решили и закрыли. И все. Этот вопрос закрыли. Ладно. Мы или просто друг друга не понимаем, я не знаю. Ой. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Когда этот товарищ был, хотел, видать, не успел немного. Модушу мог шай. Да, что? Алхамдулилlah. Сону бадик дич. Сам да, саму мог шалмую. Алхамдулилlah. Сажим шилу юкус. Терхиет соу инис алгач. Ворсе куям северя ворсет этилинбуа. Ерха. Тут холодно, это Восточный Казахстан. Худу тига, мог айша беш. Алхамдулилlah. Сажим удобно, да, скусхамел, да. Эмоции немножко переполняют. Эмоции свой бадик дич. Не, эмоции там, да, мапла, соцья, юй. Собрих эдой, да, но сайдек да элла. Сонах дега, ну, бадик дич, соцажимость, яхуй швац, причем тут... Я вижу, он сабл, эмоция до конца. Я, честно сказать, немножко не понимаю, потому что реально до вчерашнего дня мы вообще эту тему не затрагивали. У нас шла как история наша, так и идет. Зурзукетия, Кистетия или какие бы то ни было. Будь то Бирже, я не говорю же, что Бирже является эталоном правды и истины. Однако Бирже написал историю, касающуюся нашего народа, касающего соседних регионов. Вот. Надо как-то, я не знаю, аргументы... Баслан, ну это не твоя тема, может я неправильно буду, если я скажу в твоей этой передаче. Давай лучше так. Нарниец, ой, нарниец. Руслан, ой, нарниец, который сказки рассказывает. А за сон, не то чтобы хонах, сакцахит, а сыгву бога сакцахит сон. А нарниец, ой, Руслан, ой, который там сказки рассказывает. Отсюн фамилия йок ятсун фамилия волнаха нас отцедалает. Ну ты понимаешь, и остальные, которые смотрят, тоже понимают это. Сабол нахуя, когда цаэль цахит.
Нырниец, Руслан, вы, который там без бороды, без ничего, лысый, на тетю похожий, который. Сыгу бог, сык сахитов сон. Мила веля, нарчи алга веля. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах асасун. Бодик дичь. Я... Отключить давай. Все, да, я... Я немножко, конечно, удивлен лишний раз. Да, Азбаялил. Так, короче, зачитайте. Варутиш, короче. Muhammed задонатите, да, Muhammed, да, оставил Бундестаг сода. Вот уже сейчас получается Гилдеген 1856 год. Фотография Гилдеген. Да уж. Честно сказать, немножко неправильно. Я не могу тебе запрос отправить. У тебя нету отправить, вызвать прямой эфир Алязин Яцазелем. У тебя нету, вот один по жизни, у него нету, или вы не подписаны, я не знаю как. Давайте сделаем так, друзья, чтобы дальше не продолжать это, все эти разговоры пустые, чтобы не были. Бамут, Асиновка, Серноводская, Цеч, Ахмерж, все, что находится на территории Чечни, это территория Нохчичу. Ни больше, ни меньше. Тот, кто говорит, что это не так, может назначить день, время, чуть-чуть сейчас станет потеплее даже, подождем, может приехать на границу, я его встречу, хотя у меня машины нету, я попрошу, приедут на машине, встретят его, отвезут в Бамут, отвезут в Серноводскую, Асиновку, в администрацию, главам района, кому угодно, без разницы. Отвезем, покажем, кому это принадлежит и чье это. Дальше уже как бы Руслан Хасан задонатил, да, с Ютуба Хасан задонатил. Один по жизни, проблема. Встретимся, что хадахшане, ой, хошел, иду тейло, церду. Тем более, уарство хаубая, тем более оттуда. Так, хосанен, хуахубах, уарство. Хавячане, ой, ошки, церду, и поговорим, пообщаемся. Никаких проблем с этим нету. Есть недопонимание, есть некоторые непонятки. Вот я сейчас реально, Зелем меня реально сейчас немножко удивил. Реально удивил. Потому что люди, которые знают меня, как можно было говорить, закрой свой канал, я заплачу, сколько тебе нужно. Вот этого, или опять же, про то, что мне кто-то задонатил, или донатит, вот этого момента я немножко не понял, честно сказать. Реально, я не знал, закрыл бы. Один по жизни, что закрыл, я не понял. Немножко непонятно для меня это. Да, это обычный прямой эфир, стрим, куда может каждый желающий зайти, задать вопрос, касающий нашей истории, географии, адатов. Ничего против политики мы не говорим, я не пойму вообще. А кто видел за последнее время его видео Бузуртан? Один по жизни, Таган Чупасна Элер Ксюкцу, последнее видео. Кто-то зашел и говорил, Шато, Шатоевец. А Элер Сюги, что он сегодня снял. Вчера был он в эфире.
Я, конечно, немножко удивлен. Реально удивлен. 2 недели назад я был у него. Один по жизни. Сяван яхна бахцу. Брат Ингуш Ахей, Аллахи, я его не смотрю, я на него не подписан. Цодицин хумш сюк хадоет и дуй подтверждение, юйцин материала ноле. У меня многие книги есть, и я говорю, что это ложь и это сказки. На этом все, в принципе, заканчивается. Посмеялись над ним, и закончилось все это. Ищ ситуацию. Я, конечно, немножко Вала Белаца, он реально что-то бодик бохал диез, кто бы что ни говорил, затрагивать какие-то темы по сети я у себя в эфире не позволяю. Это статья. Почему? Потому что разжигание межнациональной розни — это конкретно статья. И я, кто бы он ни был, враг или друг, категорически запрещается это говорить у меня. Почему? Потому что я не хочу, чтобы кому-либо было плохо. Кто хочет его увидеть, я лично к нему отвезу ба. Простой, почитай все комментарии, скажи после них, как вообще комментарии скажутся. Комментарии с уважением пишут. Ибрахим, есть в Ютубе вопросы? Сегодня зашел даже на час позже. Но один по жизни. Адуй сейчас давайте уже оставим. Уже все грехи очистили его от грехов. Адуй твои. Тема уже закрыта. Не нужно это обсуждать. Мне это, честно сказать, не интересно. Брат Хиру Бак дол ночи он латмал. Онлайн есть 140. Это я понял. Если есть вопросы по истории, по истории, если есть, задавайте. Все, уже умалаться, уже даже не знаю. Башлам, когда в Панкисе поедешь? Ну, как с границами сейчас чуть уладится, обязательно поеду. Жду моего брата из Хальдер, который сказал, что мы вместе должны поехать туда в гости. Поедем. Время точно мы еще не назначили, но думаю, что ситуация по границам неизвестная. Пропускают, не пропускают. Сейчас, как бы ты ни поехал, люди могут сказать, что ты там побежал, убежал, и стоит. Да? Чуть поспокойнее, когда будет, обязательно поеду. Загранпаспорт у меня есть, но финансы поют роман себя. Так, Самуник Али, так, Ламан Аз. Этот канал про историю, а не про коммерческий канал. Не надо путать это. Он не прав в этом. А ты вошла, не переживай. Честно сказать, да дело тут не в переживании. Почему всем так вот, Аллахи, вот я честно удивляюсь. 50, 100, там, 200, 300, 500. Иногда, если пришло. Это за эфир даже не набирается ни 10 тысяч, ни 15 тысяч. Не набираются эти суммы. Это не бизнес-канал, это стрим. Собирается, если 1000, 2000, 3000. Ибрахим знает эту ситуацию тоже. Тут нету таких денег, чтобы ради этого сидеть. Просто-напросто это исторический паблик. Исторический. Заходит, задают вопрос, я говорю, ну видишь, ты задали вопрос, как нужно поступить, кто прав. Харцуек дал, Харцуек, Дуалба. Как я могу сказать, это моя родина, Бамут, Асиновка, там, остальные, Нохчичу, Йошахарс, Шую Олил, Мадатисо,
В каком смысле это нужно говорить? Я честно сказать, я не понял. Одно начинаешь, другое заканчиваешь. Третье начинаешь, хамид ауати. Да при чем тут это? Никто не говорит об их регионе, никто не говорит по истории. Есть вопросы. История, культура, адаты. Я не пойму, честно. Ладно, друзья, давайте не будем никого оскорблять. Давайте дальше по истории, дальше по нашей теме пойдем. Уже все понятно. Кто уже говорит, не говорит. Непонятная ситуация, честно сказать. Я не знал, что так кому-то, честно, мешает канал. Вот это для меня... Нет, меня просили выкупить, продать его. Мне предлагали сумму, но я никому вроде бы ничего не говорил и не делал плохого. Это не бизнес-канал. Башлам с претензиями много и души уступает. Не знаю, Башлам, расскажи о культуре и истории. Но понятие культуры и истории, она очень длинная. Что именно конкретно? Или про историю, или про культуру. Культура наша, как ты знаешь, очень богатая. Так какой тут ляп. Честно сказать. И Тумкали граница хлят Сумаду из Грузии. Граница Грузии с Итумкали наши непосредственно инженеры, они по дороге, расчистка, усиление, прокладка дороги, все идет, как бы это на будущее, как бы готовятся ко всему этому. Насколько я знаю, никто не отменял. Указания главы есть, и этот проект идет, как шел просто-напросто в горную часть на границу с Грузией. Все, как бы, все для этого расширения полотна, усиления, все это продолжается, ни больше, ни меньше. Работы идут полностью по кольцеванию чеченской территории, то есть это через Бамут, Цейчах, Мерджи, Лам-Ахкой, Поддержка канала. Калинский, Шаройский, Чеберлоевский, Шилковской, то есть кольцевую дорогу полностью делают. И будет кольцевая дорога для туристов. Территория Чечни, Ингушетии это общее нахчийское, мусульманское. Да никто тут, в принципе, не об этом тут речь идет. Башлам, какой исторический фильм тебе понравился больше всего? Исторический фильм какой понравился больше всего? Честно скажу, немножко, наверное, если не документально ты говоришь, мне понравился «Троя». Вот. Братья, не пишите оскорбления, не пишите. Кто будет писать оскорбления, я просто-напросто удалю с паблика. Так, и походу кто-то еще. Задонатили на YouTube. Арман задонатил. Арман, дай Аллах, чтобы все, что у тебя осталось, увеличилось в 1000 раз. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Дай Аллах, чтобы все у тебя приумножилось. Так. Кольцевая дорога, да, но это очень затратная тема. ДДВ-95. Очень затратная тема, огромные финансовые затраты тратятся на это. По этому вопросу работа идет, не останавливается, расширяется, усиляется. Я думаю, что
скоро нас порадует полностью. Ну, надеюсь, в ближайшее еще в нашей жизни дороги, которые не было никогда ни при советской, ни при царской власти, дороги будут и можно будет ездить. Уже можно ездить даже на газелях в высокогорье нашей Родины. Но я был на открытии Ламакинской мечети, я вам скажу, мы поехали, никаких проблем нету. Причем мы по объездной дороге поехали. Так, и еще кто-то задонатил. Кто же это? Не Заурбек. На похороны норнийцев. Заурбек задонатил. Оригинально, Заурбек. Оригинально. Очень оригинально. Я же прочел. Ибраим, что, WhatsApp? Я же... Про Армана я сказал уже. Так. Археологию. В археологии пока спешить не будем. Кавалерий Петр разбил. Так, подождите, сейчас я хотел сказать. Ассаламу алейкум, расскажи, пожалуйста, как ночью разбили кавалерию Петра Первого. Ну, об этом вы все читали недавно, много раз об этом рассказывали, что вот первый, который был запрошен, там не говорится, что там был Петр Первый именно, а он вместе с Апраксином, да, генералом Апраксином, речь шла, даже ехал освобождать и расширять территорию Дагестана, в принципе, от персов. Ну, так получилось, что они зашли в Аграханский пролив, и на них вот наткнулись первые, опрокинули их чеченцы. Конечно же, это для нас сыграло роковую роль. Те, кто был на нашей стороне, потом быстро, так сказать, переобулись, подарили там 2 быков, там есть какие-то подарки преподнесли. Вот, что, конечно же, чеченцы очень сильно пострадали от этого. Кроме вот самого сражения, их откинули назад, и эти территории в наказание калмыки и донские казакам было дано указание, чтобы оттуда все уничтожалось и обратно в горы загнали наших представителей, освободили, частично освободили. А вторую часть уже во времена Ермолова полностью опять начали эти места заселять чеченцы. Во время Ермолова окончательно, но я вам вкратце так пробегаю, было уничтожено и загнано в горы. Танохчик, целоузвоится Хумшахбах в археологии. Так, до спецслужбы ингушетии поставил. «Игра престолов» хороший фильм, конечно, но говорить об этом Zoom Снайпере я не стал, поскольку там очень много моментов в сериале «Игра престолов», исторических моментов, которые в реальности так и проходили. Что про бастардов, то, что они женились специально, убивали, полностью. Это все есть. Ну, вот из ряда фантастики очень сильно этот сериал, конечно, подпортили. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Хайруд кегери буцаш. Чего? Хайруд кегери буцаш. Башлам. На территории Чечни живут ингуши, Арстай, Аккай. Также на территории Ингушетии также живут чеченцы, Арстай, Аккай. Как это назвать? Смотри. На территории Чечни живут нохчи все, а то, что ты называешь, это разные тайпы. Ничего такого нет, это нормально. То, что на территории Ингушетии точно так же проживают нохчи, Аккай, Арстай и Алгай, или как там, ничего такого нету. Это говорит о том, что у нас один корень. Это говорит о том, что у нас есть братство, то, что мы оттуда могут сюда поселиться, отсюда туда могут. Речь не об этом. Это было всегда, и никто этого не нарушает. Понимаете? Речь-то как раз-таки совсем о другом. Вы когда начинаете затрагивать историю, вот насчет истории начинаются вот эти цепки. Если ты заходишь в чеченские паблики, начинаешь писать, и тебя не блокируют, не нужно это считать за слабость. Тебе дают высказаться. Если ты, главное, говоришь, не материшься, говори, общайся, но не провоцируй. Потому что любой человек с Асиновки, с Бамута, оттуда может сказать, «Хауалахин сюг алахар хайн территорию». Хан ищи оуши даже, лети просто, лети ищи даже. Сун и цадиз.
сумница диез, хунца диез эльча, иза бусолбу, гара бусолбу. Я такие вещи не приемлю. Если исторически рассказывать историю, просто пообщались, да, поспорили, какие у кого доводы есть, все, на этом заканчивается. Кому нравится, кому... Если... Я же предоставил возможность, сказал, предоставьте, покажите мне блогеров, покажите мне тех, кто оскорбляет. Человек рассказывает мне, что кто-то там написал комментарий. Я, честно сказать, эти комментарии не видел. Если бы я увидел, я бы сразу удалил или заблокировал этого человека. И все. Так, дальше. С фактами из истории правду говорю я. Бахца, Дзурдзук, Башлам. А мост через Фортангу будет? Вот этого я не знаю, Ваша. Вот этого я не знаю. Пока не обсуждался этот вопрос. Наверное, будет, конечно, если он раньше был. Башлам, а что за кольцевая дорога и для чего она бы взять Чечню в кольцо? Им, как всегда, ты какие-то детские вопросы задаешь, даже отвечать смешно, ладно. Башлам, Забуарзуал, Пубг, Дерезхил, Чингисхан, Нуу, Ха и Яч. Башлам, канал удалить ебах, а то гомщух из... Да ладно, шутки свои. Башлам, можешь рассказать про остров Чечень в Дагестане? Этот остров как-то относится к нашему, конечно, он и назван в честь чеченского народа. Маяк ты имеешь в виду, да? Остров Чечень. Да, об этом есть. Я тебе отправлю запрос, Башлам. Отправь. Башлам, запрос прими, Залимхан, на воздух. Так, давайте не оскорблять. Если кто-то хочет поговорить про историю, поговорите, а дальше не надо. Ассаламу алейкум, Башлам. Что ты знаешь о Карачаевцев? Говорил с ним как-то, и он сказал, что тюрки есть аборигены Кавказа. Чем он болен? Это, конечно, болезнь. Тюрки не являются аборигенами. Вообще-то это кочевое племя тюркское. Они все время кочуют. Они не могут быть автохтонным. Да, что понятие, какое понятие сегодня это кочевое тюркское племя, которое пришло 500, 600 или 700 лет тому назад, 800 лет тому назад, которое пришло и осело здесь, это одно дело. Но и все равно они пришли откуда-то. Но здесь уже в то время были автохтонные народы. Тогда почему вы называли наши Уарстхай, если они чеченцы? Уарстхай это название только одного вара. Один по жизни. Мы называем их, там, допустим, Уарстхай, Мелхи, Ирвай. Это название варов, тухумов, обществ. Понимаешь? В этих обществах есть тейпы. И эти тейпы даже друг другу порой не родственные, они не кровно родственные. Чтобы ты знал, что это на этой определенной территории проживающие тейпы. Вот их называют тухумы и вары. Нохчимата. Вар олсу, но некоторые димту называют. Димту олсар. Чтобы ты понял. Мы же, название народа есть название тухумов, есть название тейпов. Вот мы говорим, не делите. Уарстхай, Мелхи, Тирой, Эхте, это все ногчий народ, чеченский народ. Понимаешь? Я в Беларуси работаю с чеченцами. Один по жизни, я тебе отвечаю. Нужно, вот ты говоришь, мы не один народ, и исторически не были мы одним народом. Я хочу тебе объяснить. То, что ты говоришь, оно не имеет под собой основания. Могу объяснить тебе. Поясняю тебе. Во-первых, чтобы быть разными народами, нужно иметь разный язык, который отличается друг от друга очень сильно. И не понимают. То есть слова вообще не совпадают. Другие вопросы чуть-чуть подождите, пока я отвечу. Это раз. Во-вторых, должна быть отдельная культура. Должна быть отдельная культура. Будь то башенная культура, будь то в одежде, в языке, в крови, в что-то такое, чего есть у вас и нет у чеченцев, грубо говоря, да? У нашего народа. Если ты можешь сказать, что у нас есть что-то, чего нет у вас, или у нас разные в культурном относе,
отойдем назад, до Рождества Христова история, до нашей эры. Они по соседству жили. И там мы близко друг к другу были. И здесь мы сегодня тоже живем по соседству с адыгами. Или с лезгинами, грубо говоря, леками. Но и у них другая культура, другое политическое строение, все другое, язык. Вот они могут сказать, мы отдельный народ. И у нас нету ничего общего. Хотя, несмотря ни на что, у нас были браки и с адыгами, то есть и женились на ней, и воевали вместе, и воевали вместе, и воевали друг против друга. Все это было. Но у них были князья там и так далее. Там. У нас не было этого, допустим. Есть вот такое различие есть между Уарстхуай, Арштхуай и Нохчи, если говорить о разности. Тогда вы можете на полную катушку сказать, да, мы разные. Но и ДНК, и язык, и все совпадает у нас. Все. С таким совпадением на 99,9%, если ты скажешь про диалект голландчурский, опять же, это вообще, это Нохчимуа, в него входит 7 диалектов и 10 говоров. Язык один и тот же. Это просто другой диалект. Не больше. Никакой разницы другой нету. Ни в крови, ничего нету. И даже в Кавказскую войну почти что 90%, 99% уарства были со своим Нохчи народом. Опять же, мухаджирами выслали больше кого? 3500 Нохчи и 1500 уарства. Вот я разделяю. Почему? Потому что в книгах так записано. Не заметь, 3500 чеченцев и 1500 чеченцев-орствоевцев. Вместе 5000 семей. Я не буду говорить остальное, это меня не касается. Опять, чтобы не было тут, не начали говорить. Вот о чем я говорю. Давайте честно скажем, что нация... Так, Башлам, расскажи про Трою немножко. Ну, про Трою... Про Трою я, к сожалению, что я могу рассказать? Есть, конечно, некоторые вопросы по Трое. Там говорят, что якобы Троя относится к алароидам, а алароиды, они являются якобы, опять же, потомками Урарту и Хуритов, которые ушли в ту область. Но очень-очень косвенно, далеко ушедшие. Троя было одним из сильнейших государств, которые... Так, и кто-то, видать, еще с Ютуба задонатил. Арман, я в Беларуси работаю с чеченцами. Арман, дай Аллах тебе большое баркалла, благодать. Спасибо тебе за поддержку нашего канала. Огромное тебе спасибо. Не ожидал, но большой салам передавай чеченцам, моим братьям. Надеюсь, через тебя они узнают. И я очень рад, что у моих братьев есть такой хороший друг и напарник. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Это с Ютуба задонатил брат наш и подписчик Арам. Вот, дальше. Так, что там? Подождите, я просто не успеваю за вопросы. Так, что за кольцевая дорога? Ты слышал когда-нибудь про кольцевую дорогу в Москву? Кольцевая дорога — это по всей территории, по всем районам круговую будет дорога, чтобы туристический маршрут был проще, чтобы можно было передвигаться. Что непонятно, я не знаю, слово кольцевая уже говорит. То есть все районы Чеченской Республики по кольцу можно будет проехать за определенное время. Правда, факты из истории. Хан, Нохчи, Тайпа, Тухума, это Уарство, Эх, Камелха и так далее. Так. Чеченцы не разрешалось возвращаться с Турции. И те чеченцы, в основном Уарство, которые возвращались, писали, что они... Так, дальше. Мужахуай Гергер Цавуй. Мужахуай Гергербу. Ой, Гергербух Мужахуай. Союз, да, Шичбейт Штук Мужахуай. Сашичи Шичуай Бух Мужахуай. Правда, факт из исторических
из истории и так далее. Так, как, например, как у турков Кейлы и другие. И те, кто возвращались, назывались так. И тогда Башлам. В чем отличается народ от нации? Одно из них название политическое, а другое этническое, если я не ошибаюсь. Этническое и политическое. В народе могут быть разные нации. То есть чеченский народ, там, допустим, все, кто являются гражданами Чеченской республики, грубо говоря, да, проживающие на этой. Чеченский народ это все вместе, грубо говоря. А нация это нохчи. Этнос или нация нохчи будешь. Вот в этом и есть разница, если так вкратце. В WhatsApp я зачитал. Некоторых их обычаев у нас нет, альхамдулилlah. Брат Ибраим, я зачитал. Сегодня ютубовские братья донатят активно. И я бы сказал, даже сегодня больше кто с ютуба донатит. Хотя не так много с Инстаграм, но с ютуба больше. Закончились. Так, видео. Я, Руслан. Так, мы своих детей голыми в лес не гоним. И на жену. Так, Заур, давай оставь Делда. Уже оставь, не надо. Мадейцич и Хумш. Давайте не будем сейчас. Все эти видео видели. Не надо вот это рассказывать. И Хумш Маицич, Делда Шмаиц. Я не хочу, чтобы недопонимание было. И если вы хотите поговорить, пойдите в директ и поговорите там. По ДНК ведь орство различается с Галай Нохчи? Нет, не различаются. Вообще не различаются. Там буквально 600, 500, 400 лет один предок. Башлам, а если угроза для Чечни, это для Чечни, что Чечня со временем станет общежитием типа общей комнаты для разных народов, много иностранцев в Чечне. Нет, немного иностранцев в Чечне, общежитием не станет. Среди нас ужиться не так легко, и это очень сложно, поэтому маловероятно. Поэтому не надо, я имею в виду общежитие, как нет, не станет. Говорит казах, передам, я помню историю. Башлам, когда эта дорога запустится, серьезный проект. Этот проект уже идет последние 3 года. Они дошли до Итумкалинского района. Мы, ингуши и чеченцы, должны признать, что орство это был народом. Ну, врешь. Хакер ДНК орства не различается с ночи. Да, не различается. Ну, один по жизни, не надо так говорить, не очень, не самый воинственный, но вообще считается, что Аштхуай по Сулейманову и по другим преданиям, что это были из разных тейпов набранные передовые отряды, которые защищали и задонатили на Инстаграм. Бай Али задонатил. Ассаламу алейкум, Башлам, Бай Айл Хачру. Вот Хачруай Буарз Тагана Бай Айлса задонатитина. Бай Айл Даса Дуэл Болдиснек Эзашка Солдолы Тилузинде. Так. Орства такие же, как и все общества народа ночи. Абсолютно верно. Проект Чакьячи, чего дыхирдар, панки сябол ночи, чего атхирдар. Ты имеешь в виду проект, который до Грузии? Ну да, там уже вопрос будет решаться на политическом уровне. А так, с нашей стороны, то, что нужно, дорогу прокладывается, проект идет полностью до Грузии, дорога прокладывается. Государственный проект не останавливается, но, по крайней мере, по указанию главы, этот проект начался в прошлом году. И о завершении его или о прекращении его я вообще не слышал, честно сказать. То есть работа идет. Что касается по кольцевой дороге, проект кольцевой дороги, точнее, вот за него тоже есть ответственность, тоже по указанию главы Чеченской Республики, насколько я знаю.
Там огромные деньги, там уже за 1,5 миллиарда ушло. Это не государственные деньги, опять же. Там все покупается, все это инвесторы, инвестиционный проект этот. Поэтому, как бы, Уарстхаймох они уже прошли, Эхкаймох прошли. Вот сейчас они дошли то ли до Итумкалинского района, если я не ошибаюсь, уже 7-мильными шагами идут в Итумкалинском районе. Но вы не забывайте, это высокогорье, это острые горы, высокие горы. Там снег, непогода, и несмотря на все это, наши автодорожники прокладывают дорогу, делают эти, как они называются, опорные. Энергетики уже провели, насколько я знаю, до Галанчурского района уже Цеч, Эхки, Мерджи свет уже провели. То есть там уже с этим вообще проблем не будет. Скоро должно уже, наверное, в будущем году уже будут закладывать дома, строить, если я не ошибаюсь. Как-то, по крайней мере, об этом речь шла. Различается Бах, если убрать орстхойских героев, начнется вообще нет героев, точнее, начнется. Это кровь Орстхой, элементарно шейх Мансур, да. А что, шейх Мансур был Орстхой? Что-то новое для меня. Насколько я знаю, шейх Мансур не был Орстхой. Шейх Мансур у Шурма был из типа Эльстаншхо, а это Нахчмаххоевцы. Ты немножко путаешь. Хакр 5, ты явно что-то слово нахчт. Нахчт нету слова. Есть нахчи. Народ Ноев, народ нах. Люди, чи человек. Люди этой местности. Нахчи, Ноев народ. Дословно перевести. А Нахчта это грузины описали, что местность Нахчта. В 14 веке, то есть в 1310 году записал грузинские, как там правильно назвать их, я сейчас церковный деятель, пускай так, если вкратце. Ну, написано есть, он написал, что местность Нахчта находится, что там есть церковь, то есть христианская церковь, и в Хунзахе. То есть именно с этого момента грузины говорят, что как термин Нахчи, они зафиксированы в грузинских этнографах. До этого фиксировали как первые дзурдзуки, потом кистинцы, а после уже начали нахчи. И в 16 веке начали уже как чечены. То есть русские кабардинцы дали название, они взяли у них и начали называть нижних жителей, тех же самых нохчи, которые проживают на плоскости, они начали называть чечаны. Но называли кабардинцы, адыги называли шашан, русские назвали чечен, и вот с этого и пошло. Расскажи про адаты нохчи. Что именно, какие адаты? Нохчи адаты, различия, допустим, от тех же, грубо говоря, ваших, только в одном, наверное, одно или два различия. Ну, опять же, я не буду это озвучивать. Почему? Потому что я боюсь, что немножко не так поймут. Адаты разные, очень суровые, гостеприимство очень сильное, уважение, 100% уважение старших. То есть не сидеть при старших, гостя всегда сажать от дверей подальше, хозяин садится к двери, чтобы он был более в безопасности. То есть адатов очень много. Они описаны, многие, некоторые описаны из них, поэтому всех адатов и не перечислишь. Так, дальше. Моя бывшая гордо говорила, что она нахчи, и она взяла. Так, дальше. Шейх Мансур Эльстаншхо, правильно, перестань жить в заблуждении. Откуда взято название нахчи? Я же объяснил. Нахчиван, нахчи. Вообще, по Хасану Бакаеву считается, что это название взято с местности. Ноев народ. Оттуда. Спасибо, что свет провели, дорогу сделали, остальное мы сами сделаем. Давана дейл дава зелим, да. Ты ничего не сделаешь. Ат ахар дейл, да. Давай я тебе помогу. Знаешь как?
а вот так. Цахум değil de o Şubat. Цахум. Так. Зачем эта дорога нужна? Тумс Муслим. Какая дорога именно? Они правы, что они говорят мы остров. Почему? Нахчеван. Нахчеван. Это местность. Это местность, которая первая у озера Ван, где считается, по легенде, сел Ноев ковчег. У нас теща, тесть, вот такие вещи у нас, как у нормальных мусульман, не решаются, но видят. Кстати, то, что нельзя видеть тещу, есть и у адыгов тоже. Это их национальная традиция. Нет, это даже территория не была армянская, ты путаешь немножко один по жизни. Это Нагорный Карабах. Это Нагорный Карабах. А армяне сами признают и говорят, и знают, кстати, об этом. Дорога в Грузию. Почему, зачем? Экономические взаимоотношения, соседские взаимоотношения. Для этого и нужна. Я знаю, что ты говоришь, но это недостоверная информация, один по жизни. Багдадцу. Это все неправда. Что касается Нахачевань, конечно, есть местности, которые называются несколько. По этому вопросу, если тебе интересно, потом, не сегодня, наверное, как-нибудь в следующий раз, я могу спокойно зачитать вам про эту местность. Есть достоверные, с источниками, ссылками, книга Хасана, где спокойно мы зачитаем, с этим проблем нет. И очень умная информация. В Ютубе-то много чего, Владык. Давайте оставим, послушайте, брат Ингуш Ахей, написавший, он давно подписан. Он если есть вопросы, задает, если нету, то просто слушать. Не надо говорить по этому вопросу. Сейчас, подожди тогда, минуточку. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Произошло Баркал, всем спасибо. падение, уничтожение госимущества, бизнес-имущества моего. Так получается, я и не знал, честно сказать, немножко в шоке до сих пор. ЧП. Очередной фиаско. Надеюсь, у вас шум был не сильный.
Так. М. Эй. Так, сейчас пока в эфире. Я тебя понял, Зелем, сапрятон. Дальше, то есть. Хела. Так, я хотел узнать. Немножко, конечно. Смотрите, так. Нахчиван ты хотел узнать, да? Коротко, быстро постараемся сейчас. Хорошо, что про Дзурзуков не спросил. Так. Нахчеван или Нахичевань, 88. Все, как говорится, тютелька в тютельку. 88. Название города Нахчевань встречается в различных транскрипциях древнегреческого Наксуна, пехлевейском Нахч, арабском Нашава или Накджаван, персидский и турецкий Наджуан или Некшети Джахан, азербайджанский Нахичеван, армянские источники называют Нахичевани, производят от Нахчуан и переводят с армянского как место первой стоянки, место первой высадки, первое место переселения, связывает его с пророком Ноем и ковчегом, алейхиссалам. Армянская форма написания названия Нахчевана в виде Нахчевань. Нахичеван является, по мнению выдающегося армянского филолога и знатока древней армянской литературы, академика Малхасянца, сознательно сделанное искажением. Ученый пишет, слово Нахчеван по составу означает местность Нахча или Нахчу или Нахича, как Ереван-Даван, Вагаршаван и прочее. Но в 18 веке армянские грамотеи его истолковали иначе. Нахичеван, первая стоянка, в связи с преданием, будто Ной, сойдя с горы, тут на место этого города построил свою первую стоянку. На основе этой наивной этимологизации с тех пор название этого города стали писать Нахичевань. Таким образом, армянские ученые поясняют, что древнейшей изначальной формой названия этого города является Нахчеван, местность Ван, Нахча. Что касается формы Нахчеван, то оно появилось лишь в 18 веке с легкой руки образованных армян, армянской грамотеев. Учитывая, что древних городов с названием Нахчеван известно 5, и это не считая еще 2 городов с аналогичным названием в Крыму и нынешней Ростовской области России, место, где располагаются эти города, не могли все вместе быть пунктами, где после потопа высадился пророк Ной, алейхиссалам. Ясно, что такой пункт был один, и высадка Ноя была единовременным актом. В самом деле, не мог же Ной остановиться сразу в 5 местах, отдельных друг от друга, сотнями. А то и тысячами километрами. Именно поэтому мы должны отвергнуть армянскую этимологию названия Нахчеван, место высадки, и искать в этом названии иную этимологию. И она легко обнаружится, так как в основном названии
название Нахчеван лежит как это отмечает академик Малхасян, этническое имя Нахча. И поскольку так себе до сих пор называют чеченцы, расшифровка названия Нахичеван предельно ясна. Это поселение, страна, местность народа Нахче. Укажем также, что и в картах, вкладышах, составленных академиком Еремяном для истории Армении древнеармянского автора Иванеса Драсханкерци, название этого города многократно отмечено как Нахчеван. Две карты вкладыши. И исключительно только в таком формате, что демонстрирует отношение серьезных ученых Армении к этой проблеме. Примечательно, что между азербайджанскими и армянскими историками и даже политическими деятелями до сих пор идет острая полемика по поводу того, как правильно называть обсуждаемый нами город. Нахчеван или Нахичевань. При этом азербайджанская сторона пытается вернуть городу его древнее аутентичное название Нахчеван. А армянские настаивают, что город должен носить название Нахичевань. Эти споры даже называют скандал на осеннем заседании ПАСЕ в 2007 году, когда участники азербайджанской делегации Гюльтинкен Гаджиев в своем докладе огласила название Нахичеван вместо Нахичевань. Это вызвало горячие протесты со стороны армянской делегации, представитель которого Армен Рустамян обвинил азербайджанку в том, что она делает попытку слова Нахичевань переименовать в Нахчеван, чтобы не оставить ни следа от армянского происхождения этого слова. Армянская сторона, выдвигая это обвинение, проигнорировала не только мнение своих соотечественников, академика С.С. Малхасянца, С.Т. Еремяна, но и утвержденную на уровне ЮНЕСКО официальную форму написания этого названия Нахчеван. Изданная под эгидой ЮНЕСКО «Фундаментальная история человечества» совершенно недвусмысленно отмечено, что в древности, в Средневековье этот город называли Нахчеван, а название Нахичевань заведомо вторичное, позднее. Надеюсь, все понятно по слову Нахичевань. Есть ссылки, если хочешь, могу зачитать ссылки. История епископа Сибиоса, перевод с 4-го исправленного армянского издания Малхасянца, Ереван. Иоаннис Драхсхинакерци, история Армении. Армянская делегация ПАСЕ меняет стиль работы. 3-я ссылка. История человечества, издательский дом Магистр Пресс, 2003 год. Это 4 ссылки, на которые можно делать. И там дальше идет еще про Нахчеван, но боюсь, что зачитывать далее смысла нету. Там, конечно, я могу, в следующий раз я зачитаю, это Нахчеван, да, от Нахче и Ван это местность. Не пишите про народы. Армян Чуя Чух Инц. Ну, надеюсь, где один по жизни я как бы зачитал, надеюсь, слышно, видно. Нагорный Карабах. Один по жизни. Это первое место стоянки, куда считается, что осел после потопа Ной. Это очень-очень давняя история. Это тысячи и тысячи лет. Ну вот ты подумай сам, когда был пророк Ной? Но после, ты же должен знать, да, что в это время, чем больше вода спускалась, начали расходиться. Это уже Палеонтиум Равелли, это грузинский ученый.
Он говорит, что переселились, заселили Центральный Кавказ. С той стороны осели грузины, с этой стороны осели уже нахчи. С этой стороны. Ну, потомки Кавказа являются нахчи. Там леки и так далее. Башлам современных Нахчевань не имеет отношения, значит, раз где Карабах. Еще раз повторю. Нахчевань 5 городов. Один из городов является первым. Остальные уже после появились. Я, Башлам, захожу в твой эфир смотреть, и здесь у тебя начинают многие провокаторы. Мы вот так выключим комментарии, чтобы чуть-чуть успокоились, спустились на грешную землю. Как говорят некоторые мои гости, кто хочет задать вопрос, может это сделать по-иному. Честно сказать, я реально сегодня немножко удивлен. Ну да ладно. Но он же говорит, там 5 городов, начиная современные города, уже после того, как армяне переехали там под Ростов в этой области, может быть, они и дали название ему, то есть от древнего названия Нахичеваня. Вот. Не забывайте, еще вы просто не знаете, где находятся остальные города. Один Нахичевань был в Турции, другой Нахичевань был в Грузии. Разрушены эти города. В Крыму Нахичевань был, то есть они по периметру, не на одном месте, начиная с Нагорного Карабаха. Ареал расселения вообще считается, что он был оттуда. Я включу комментарий, если я увижу хоть один оскорбляющий комментарий, я сразу отключу. Опять. Поэтому не провоцируйте, интересуйтесь, спрашивайте, что интересно. Не надо провоцировать друг друга. Вроде бы я уже здесь провокаторов не вижу. Не заставляйте меня отключать этот эфир. Я веду только... Есть вопросы, кто там модератор, ведет канал с Ютуба. Если есть вопросы, задавайте. Башлам, я спрашиваю, потому что везде говорят по-разному. У каждого своя информация, и не знаешь понять. Один по жизни. Я понимаю, задаешь ты от чистого сердца, как истинный мусульманин, или же ты занимаешься провокацией и тому подобное, мне без разницы. Есть одна версия, народ этой местности, нахчи народ этой местности. Ван, это озеро Ван, оно находится на сегодняшний день, это Нагорный Карабах с этой местности. Вот, и если мы говорим о древности, так-то о древности мы и говорим. Я понимаю, что ты можешь сказать, вот, если даже ты провокатор, ты можешь сказать, вот если вы нахчи из Нагорного Карабаха, там, допустим, где спустился Ной, как вы оказались здесь и так далее и тому подобное. Сразу хочу вот такого рода, грубо говоря, если даже есть мысли, хочу пояснить, что урарту или хуриты, которые есть, считаются нашими как бы близко родственными, с другой стороны нашим народом, они тоже находятся именно в какой местности? Они находятся в местности, где находились, вообще Бахман, я не для тебя говорю, они находились вообще, это Шам, местность, Месопотамия, Шам, Шумеры, где находится. То есть Урартское, Хуритское государство находилось там. Это одни из первых вообще цивилизаций, где зародилась. Во всем мире, что первой зародилась цивилизация, считается там. Вот оттуда считается, что расселились дальше уже по местности, по Кавказу. Да, конечно, есть те, которые наши пещеры древние. С Умаром нет, еще не встретился. С спелеологом ты говоришь, нет, я еще пока не встретился. Чтобы было понятно, эта местность
оттуда потихоньку расселились дальше, уже после уже распада Хуритского, Уральского государства. Как говорит, опять же, Леонтий Мравелли, Леонтий Мравелли, Мар, одни из самых сильнейших грузинских ученых, которые сохранили базу, в отличие от нас, они говорят как? Они говорят, что нохчи являются, как и грузины, как и леки, как и адыги, как и потомками, прямыми потомками Иофета, сына Ноя, который является прародителем кавказианской расы, называйте его как хотите. Был Сим, Хам и Иофет. 3 сына было у Ноя. От Хама появились монголоидная раса, ушел в ту сторону. То есть монголоидная — это Алтай, Китай, и так далее и тому подобное. От Сима появились семитские племена, то есть это арабы, это евреи и так далее. И от Иофета появилась кавказская раса. Иофет является сыном Ноя, и от него пошли уже все, понимаете? От него пошли уже кавказиане. То есть грузины, леки, потомки Кавказуса, который перешел в хребет, здесь уже основался, от него 2 сына, Таргамас и так далее и тому подобное. Вот так появились, считается. Поэтому легенды легендами, но, по крайней мере, никто не отрицает о древности происхождения нашего народа. Никто. Есть, конечно, конченые идиоты, называйте, хотите их идиотами, называйте их нарнийцами, которые несут чушь, называя, что якобы чеченский народ появился в 16 веке. Это идиотизм, и это является просто-напросто, я могу вам пояснить, как их назвать клиническими идиотами, иначе назвать их не могут. Кавказиане — это и есть белая раса, абсолютно верно. Смотрите, поясню вам. Проживают нохчи в горах, самоназвание у них нахчи. Грузины их называют зурдзуками. В дальнейшем их называют кистинцами. Кистеби, кистинцами. Кистеби государство называет и кистинцами называют. Хочу, чтобы было понятно, в то время не было отдельного ингушского народа. Был один единый народ. И называли их соседи и зурдзуками, и кистинцами. Понимаете? С этих гор, по мере размножения, чеченцы нохчи начали спускаться, в то время еще они называют себя нохчи, начали спускаться с гор вниз. Дошли до Шатойские, Галанчожские нижние, это Очхой-Мартановские, Урус-Мартановские, Черные горы называют. Эти горы из всего нохчи народа были выбраны самые сильные, здоровые воины, которых назвали Аштхуай. Они охраняли внутреннюю часть горную, где скрывались остальное общее население. Черные горы начинаются с, грубо говоря, Галашек и заканчиваются Ауховским районом. Это все перед плоскостной территорией, предгорной территорией. Эти земли все проживали, там были Аштхуай. Иначе называют их Орство. Это была каста воинов, так как ее понимаю я, Руслан Арсунукаев, тоже наш историк, археолог, более сильный. Так вот, это были передовые отряды, которые не пускали дальше в горы и защищали наше население. Поэтому Орство не являются все одной крови. То есть это разные тейпы. Из разных тейпов было организовано. Но, видать, частично утеряли они, частично остались в этой местности, где компактно остались, их назвали уже в дальнейшем карабулаками. Опять же, название карабулаки дали тюркские племена. Кумыки дали это название. Это не самоназвание. Их Аштхуай называют. Черные горы защищали они. Еще в то время идет одно название народа. Оттуда спускаются и начинаются по Ургуну, по Сунже, начинают строить селение
спускаться. И когда спускаются, они натыкаются, что их земли, чеченские земли, новчие земли, заняли уже с одной стороны адыги, кабардинцы, которые, когда начали соприкасаться с нами, начали нас называть шашан. Непосредственно. Оттуда, поскольку первое соприкосновение у русских было с кабардинцами, черкесами, они взяли название, и поскольку это было для них сложно говорить, они дали название чачан. То есть в 1560, 570 или 1670 году появилось уже новое название, которые пришлые дали название, назвали их чачанами. Но не народу они дали название, и народ они не сформировали. Народ уже существовал, и они спускались с гор по мере своего размножения обратно на свои плодородные земли, где они были первыми обитателями. Понимаете? Нет, они не были наемниками. Это неправда, Варствай, один по жизни. То, что ты говоришь, не совпадает с генетикой. Если то, что ты говоришь, было бы правдой, если бы они были наемниками, чтобы ты понимал, понимал ты, если бы они были наемниками, они должны были быть инородными, то есть другой крови эти люди должны были быть. У них генетика должна быть другая. Но у них генетика такая же, как и у наших всех тейпов. У Цуантра, Белхтуай, опять же, у Эхки, у Эльстаншхуай, у многих нохчмаххоевцев, Чармуай, Эльстаншхуай, Чунгруай, допустим, элтричные все. Хаккуай, Пантуай. Я понимаю один по жизни, но оно не совпадает. Они немножко перепутали. Они были воинами, но они не были наемниками. Наемники — это когда ты берешь извне воинов и платишь им. Вот тогда. Но кровь, которую ты сдаешь, 1000 лет, которая не меняется, кровь, она не могла быть такой же, как у чеченцев. У всех новчи, разницы нет. У нас одна кровь. Чтобы ты понимал, не может такого быть просто-напросто. Если они наемники, они должны быть или же адыгами, или же грузинами, или же кумыками, или же сюли они должны быть, или галгаски должны быть. То есть все, кто вокруг живет, оттуда они должны были быть наемниками. Или же они должны быть наемниками, которые пришли с Индии, или с Пакистана, или, я не знаю, или откуда-то. Опять же, если они пришли оттуда, ДНК-проект, когда сдаешь ДНК, должен был показать родство не с чеченцами и не с ингушами, а родство с пакистанцами, афганистанцами, индусами или китайцами, или с русскими, или с итальянцами. Но этого нету. У нас один ДНК, один язык, одна кровь, одна культура. Так что то, что наемники, они ошиблись. Не наемники. Воины, которые охраняли Черные горы. А Черные горы — это территория от Арштов, заканчивая Аухом. Аух — это то же самое соприкосновение Ичкерии, Ичкерийские горы. Нету разницы. Черные горы — это, если вы думаете, это только Галанчевский район, это чушь собачья. У Аштхвай проживают, были по всей территории. Возможно, когда разрастался тейп, они переняли и дали даже другое название своему тейпу. Потому что есть и такое среди нашего народа. То есть они оставляют старое название и берут более от своего предка название там 15, 16, 20. Гар Олцунов, Гар отъединился и уже остальное. А народ один, просто не понимающие. Люди, которые хотят нас разделить, ведут вот эти разговоры, чтобы разделить нас. Вот отдельно ингуши, отдельно карабулаки,
отдельно Мялхой спровоцировать, стравить, чтобы мы между собой друг друга убивали. И говорили, это моя земля, это наши, шукош машдаст, хакош машту. Нету никакой разницы. Нет никакой разницы. Не по именам. Мансур, юдар, угар хазметтик. Не по именам, ни почему нет никакой разницы между Орствой. Нет никакой разницы между Мелхой, Тирвай, Чеберлвай, Вашендрвай, Чанти, Цеси, Шикрва, Хакмадо, Хуландо. Никакой разницы нету между нами. У нас, у всех одна гаплогруппа, одна история, одна родина. И только люди, которым не нравятся какие-то политические взгляды, какие-то вот религиозные даже, возьмем, да, течения, они пытаются отпучковаться и говорят, тхо ишчарах, да, тхо эцарах, да, тхо отдельно, да. Нахчи – это не название тейпа, это не название тухума, это не название сыра, это не название села. Нахчи, нахчи через А, нахчи человек. Древнее самоназвание нашего этноса. Понимаете? Остальное, тейповое деление, Чеберлуай, Шатуай, Шаруай, Тируай, Ченти, Нашхуай, Майствай. Это все, это просто название разных тейпов. Галай, Балуай, Мержуай, Цьечуай. Никакой разницы нет. Никакой разницы нету, что кет, цакет. Я не знаю. Каждый человек, кто приходит, он просто... Когда ему нечего сказать, единственное, что они могут сказать, они говорят. Тхадасси, тхабаккичар, баккичар, духум штуются. Наши бакки, старейшины, которые передавали, они допускали очень большие ошибки. Порой очень большие. Очень большие. Нам не нравится, когда мы говорим, что мы когда-то были язычниками. Но мы были. Мы не могли не быть, потому что до появления ислама, до появления христианства наш народ был. И кому он поклонялся? Все начинают говорить, наверное, там был какой-то монотеистический бог. Да не было. Если бы это было так, Всевышний Аллах бы не посылал нам пророков. Не надо тупить, просто нужно изучать, любить историю, изучать ее нужно. Не надо делиться. Понимаете? Вам, конечно, может не нравиться, может не нравиться. Но что есть, то есть. Да, эфиры бывают разные, хорошие. Но не всегда у меня есть возможности. Почему-то сегодня Зелем немножко меня поразил, конечно. Сказал, что я даже сам немножко, допустим, сегодня те, кто зашел, 1, 2, 3, 4, 5 человек задонатили. 5 здесь. И сейчас я скажу, сколько Ибраимовичи. И человека 3 или 4, 3-4, потому что еще написали, прислали с Ютуба. Малыш, не гнилой, может, он многих вообще не знает. И это не составляет таких больших финансов, честно сказать. Почему люди так плохо думают обо мне или за что так не любят историю, я не знаю, честно сказать. Да ладно, умадаться. Дек дольше, что доцег. Доцег почан эделк. Честно сказать, я могу просто вести про историю, этнографию. Я могу вести, и никакой проблемы с этим нету.
Просто интересы людей у каждого свои, и почему-то они порой не совпадают. Сунам доцек и что-то телетардец. Балдык дисла. Так. Задавайте вопросы. Башлам, докажи, что мы были язычниками, до ислама были и другие пророки. Ислам был всем. Адмалла, я тебе докажу. Ты можешь зайти в эфир? Зайди в Инстаграм, я тебе докажу. Зайди, я тебе докажу. Ты можешь зайти в Инстаграм? Ибрахим, можешь ему помочь сказать, пускай через VPN зайдет в Инстаграм и эфир отправит мне, я объясню ему. Ой, везриду, иншалла, цашику я отсюда. Ой, цаду. دقر دوش طلع دال سيدو الحا تيشن بيحكن يامرتلن دوش طلع عن قرر دقون но дقر دوش طلع دال سيدو. Смотри, мой брат Адмалла, докажи, ты просишь. Я могу тебе доказать. Доказательство очень простое. Памятники культуры, которые у нас есть в горах. Каменные культы, которые у нас есть в горах. В виде разные. В виде крестов, в виде камней, без разницы. Каменные захоронения, гротовые захоронения, солнечные могильники. Тому доказательство, чтобы ты понимал об этом. Кроме этого, к сожалению, ты, может, не видел. Один по жизни, да, если ты не видел, очень много археологических раскопок, которые были разные культы. Тот же Дейла, Сейла, Хиннана, это название языческих богов. Не единого бога. Башламборс Чечни дала уже приняли Табойла. ислам, все трансформировалось в единого бога. Чтобы было понятно. Вот. Примеров очень много, конечно же. Но сделаем так. Один день я выберу. И, иншаллах, мы сделаем эфир именно про древние верования, которые были. Я постараюсь сделать. Опять же, это очень неблагодарная тема, это очень нехорошая тема. Оккультизм, язычество. Я понимаю, что нам всем хочется быть всегда, но это нас не касается. Это не касается 1400 лет наших предков, которые были мусульманами, грубо говоря, да? Возьмем с учетом того, что первый ислам начали принимать со времен асхабов Умар бин Хаттаба, который дошел до Дарьяла, да? С тех пор, с 9 века, ну, во времена табиинов считается, что начали принимать ислам. Наши некоторые мухаджиры, которые ушли и получили. Ихан тирха оттолкнуться до 1400. До этого, окей, христианство. Было ли христианство? Конечно, было христианство. Оно проникло к нам, но не прижилось. Так, и Нихло Борз, чё Башлам Борз Чечни дал это бойл, Элла задонатил. С Ютуба еще один брат, ютубовский Борз, Нихлой дал сей дуэл, дал духдах дуэл, дал сал дуэл, бугдиснег, эзашка соудолетил. Да, мокшмеш дахтышу. Вот.
Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас. Элементы христианства у нас есть. Многие разрушены, но они есть в горах. Тому подтверждение очень много. В грузинских источниках сохранились, армянских. Ролики я загружал, вы можете посмотреть. Тоже доказательство, если просишь доказательства. Но христианство – это вера монотеистическая. Ты можешь опровергнуть, сказать, но это же монотеистическая. Да, она монотеистическая. Но она не прижилась. Опять же, что касается легенды. О том, что были ли у нас в горах, рассказывается, что есть легенда, что пришли в горах Тевтонский орден. Да, представители Европы – это католики, которые принесли католицизм к нам в горы. Почему у меня VPN не работает? Не знаю, брат. Тебе нужно заменить его, если не работает. Легенда есть. Есть гора в Галанчевском районе, где якобы когда-то было. Эту легенду я вам зачитывал. Это тоже официально, что они были, что грузины есть мусульмане. Ваша. Те, кто живут аджарцы грузинские, они мусульмане. Чтоб ты знал. Среди грузин есть мусульмане. Не надо говорить, что их нету. Это тоже ложь. Не все грузины являются мусульманами, христианами. Есть большинство среди них христиан, есть грузины-мусульмане, есть грузины-иудеи. Насчет буддистов я не знаю, есть ли или нет, но так что аджарцы являются мусульманами. Я не могу сказать, насколько они прямо уж там радикальные, не радикальные, этого я не могу, но они мусульмане, грузины. Так вот, католики были, их церковь была уничтожена, они рассеялись, кого поубивали, остальные рассеялись, их нету. Вольные каменщики, да, масонский орден якобы. Получается, дальше идем. Были ли иудеи? Были. Иудаизм и как древнее верование, вот тот же звезда Давида, Соломонова, называют его некоторые, звезда Давида, хотя его считают атрибутом некоторых мусульман, они есть очень много, начиная с восточной части, есть Чеберлоевские могилы, Кишмиш, которым 700 или 800 лет. Когда еще не было арабской вязи у нас, ты можешь найти, и даже после, когда появилась арабская вязь, ты можешь найти Давидову, звезду Давида на многих чуртах. И не только чуртах, и на солнечно-гротовых захоронениях тоже есть эти знаки. На башенных комплексах я тоже видел его, чтобы было понятно. То есть иудаизм тоже проник сюда, но не прижился. Оставлен ли он здесь с пребывающими татами, горными евреями или нет? Аллаху аля. Но они были, но они не прижились здесь. Иудаизм был, христианство было, ислам до сих пор существует, а язычество, которое было более древнее, как ты думаешь, было ли оно или нет? Чтобы ты понимал, без малого ученые говорят, что нохчи, как автохтонный народ, на этой земле живет от 7 до 12 тысяч лет. Чтобы у тебя было понятие, я хочу, чтобы ты... Надеюсь, тебе то, что я сказал, достаточно. Если нет, могу повторить. Первый ислам не в Дагестан. Во-первых, Дагестана как название, как государственного устройства не было. Это в 1921 году дали ему название Дагестан. Первый ислам пришел в Дербент. Да, во времена Умар бин Хаттаба. Это в 8 веке они появились там, в 755-м, вот в этих годах. Но ислам пришел не только с востока, не только через Грузию, не только через Дагестан. Ислам приходил через Грузию тоже.
Вот. Но он был ли... Это было более позже. Это, кажется, 10 век или 11. Да, это 9-10. Это закат хазарского каганата. Это 9-10 век. В то время пришел. Здесь в 8, то есть через 200 лет пришел он через Дарьяльское ущелье и появился с другой стороны. Вот. Через Грузию. Воевали ли грузины с исламским халифатом? Конечно, воевали. Абсолютно уверенно. 40 асхабов похоронены в Дербенте. Вот такие вот дела. Если вы претендуете на название древнего народа, считаете себя урартийцами, хуритами, нахчиматами, извините, не вся история. История Джахилии тоже у нас была. И были мы неверными. Не мы, а тысячи лет тому назад наши пра и так далее. Поэтому, как бы нам не нравилось, мы не в ответе за них. Альхамдулилля, мы сегодня все мусульмане, и наши отцы были, и их отцы были. И до 10-20 колена тоже были мусульманами. Это хорошо. Мы не виновны за тех, кто там. Но такова жизнь. Это вот вайнлаар аль-хилишо ждатсихом. У меня кто-то появился мертвый сорок. Как раз это мне. Такова жизнь. Мы не можем говорить о том, что почему мы не были мусульманами и так далее. Там, такого нельзя вообще, по сути говорить, такого нельзя. Это невозможно просто-напросто. Мы не арабы, мы не евреи. Мы считаем себя потомками Ноя. Мы не говорим, что другие не потомки Ноя. Конечно, потомки Ноя. Но мы сохранили от него это название, как бы идем. Башла, многие ученые признают же Урарту это... Да, говорят, что они и мы это один народ. Не будем говорить, что это чеченское государство, это неправильно. Это вообще неправильно, честно сказать, что то, что мы были частью хуритского государства, это да, уральского государства, ногчий народ. Ну, не чеченцы точно. Ну, если ты, я понимаю, как ты говоришь, поскольку последнее название наше чеченцы к этому, ну да, мы же опубликовали и турецких ученых, и азербайджанских ученых, все как один говорят, ну, тут доводы в нашу сторону, и даже советские ученые, но они писали как близко родственные к чеченскому, ну, войнавскому, в советское время войнавскому писали, войнавскому народу писали. Из Грузии Месхет, это земли месхетинцев, мусульман, на свои земли месхетинцы не пускают Грузию, грузины, исламофобы с 1944 после выселения месхетинцев из Грузии. Да, есть турки-месхетинцы, они у нас, их немного, но они у нас живут в Наурском районе, если я не ошибаюсь. Их ногчи приняли. Ну, их очень малое количество, но есть они. Их прямо вот единицы, если я не знаю, даже 1000 их не будет. Турков-месхетинцев, которые получили здесь политическое убежище. Очень мало. Но они есть. Насколько я знаю, в основном они были в Наурском районе. Кстати, кажется, некоторые говорят, что именно они первые осели, где построен город Кизляр, Гизлар, что они были первыми там поселенцами. Башлам, откуда пришли, не слышал про них. Некоторые говорят, что часть из них Уэйхабюльбуиш, а часть из них часть из них ираноязычные. Ибрахим трансфер отправил сразу, чтобы ты знал, с ютубовские, вот с ютуба то, что задонатили, пришло, уже автоматически прислали они. Ой, Ашухайзам, да, наверное, Мило, один по жизни. Ах, ираноязычный будешь, часть
от них мусульман, которые мусульмане, их кударцы, кударцы, да? Кто из них мусульмане? Я уже путаю. Их иронцы, кударцы и как там третья часть их? Иронцы, кударцы, дегорцы. Вот. Дерес Мамут. Дегорцы. Вот одни из них считаются, что близко от нас, а остальные считаются ираноязычными. Я не знаю. Что касается Аланское царство или Аланское государство, это было такое общее. Туда входили и нынешние, сегодняшними, если сказать, и карачаевцы, и балкарцы. Частично я бы сказал, что даже и адыги, и осетины, и ингуши, и нохчи. Не могу сказать, что в них влились ли, были ли в них кумыки или нет, не знаю. Но в хазарском каганате потомки предки кумыков походу были. Поэтому Вайхома точно Торчбехасу. Ладно. Ибрахим, сколько сейчас в Ютубе человек? Ибрахим молчит. 73. Ладно, друзья, давайте тогда на сегодня мы закончим. Уже 3:30 почти что. Я не хочу вас мучить. Итак, сегодня мне немножко досталось не так, как бы досталось в каком плане. Я, честно сказать, не ожидал. В некотором плане вроде бы я всегда все делаю для чего-то, для пользы. Но немножко неприятно, конечно, когда люди думают, что у меня коммерческие проекты и так далее. Ну да ладно, оставим это. Как бы то ни было, не хотелось бы, чтобы думали, что Башлам, я это все услышал, я давно интересуюсь этим, и ни один человек не доказал это фактами, что мы были язычниками, там есть крест или что-то еще. Ну, брат, прости, если за меня ты расстроился. Да нет, все нормально, бисмилля, все нормально. Адмалла, Ваша, давай сделаем так. Ты постарайся со мной выйти как-нибудь на связь. Я просто эфирчу отсадую штук моментчу с кетурво. Я объясню тебе многие вещи. Есть вещи, которые я говорю, есть вещи, которые я не говорю. Без разницы, про что бы то это ни было. Религиозная тема, это немножко, я не хочу, чтобы после этого мне там такие вещи, религиозные темы, это не мое, честно сказать. Цалясун убийца. Но в плане истории, если ты спрашиваешь, выйдешь ко мне на связь, я тебе объясню. Хорошо? Уважаемые мои друзья, мои братья, сестры, в первую очередь огромная благодарность, несмотря ни на что, вы простите меня, но я все равно очень горд и рад, что вы делаете все, чтобы, несмотря, опять же, не на большие, небольшие бурштат свои, пытаетесь помогать. Все, что вы делаете, Аллах да Аллаху, все, что есть, мы книги, карты покупаем. Вы знаете, я пытаюсь как-то технически наладить эту работу. Не всегда у меня получается. Вы уж, если вы не хотите, конечно, я не буду этого даже говорить. Но каждый раз мне хотелось, чтобы этот человек почувствовал себя частью чего-то единого. Я всегда говорил, что хотел, чтобы вы гордились тем, что вы сами делаете. Если вдруг
عليه الويا يخل خيتر خلا أستيوش الله تبع إنت دول سونا سين خاخو شون تعمل دين خل خيتر دغات شوات شون سيتعمل ديك هم بوخ شوات شون все, что есть ради нашей истории, культуры, географии, нашей, древней, что бы то ни было. Я максимально буду пытаться сделать все, что могу. И сегодня у меня тоже не получилось выйти раньше. Если бы у меня бы получилось бы физически, финансово, если бы получилось, я бы раньше вышел. Но у меня не получалось, и мне пришлось вот до последнего как-то выворачиваться. И в 11 часу только у меня, в 12 часу только получилось. Поэтому не обижайтесь на меня сильно. Я вас прошу, не задевайте никого. Нужно всегда хладнокровно, нужно всегда аргументированно отвечать. Не нужно никого оскорблять, ни тейпы, ни тухумы, никого-либо. Я понимаю, провокаторы будут, провокации всегда будут. Люди, вот, есть определенные люди. Но мы всегда должны быть выше этого. Здесь не политика, здесь не просится кого-то. Мы рассказываем о своей родине. Все, что хорошо ли, плохо ли, мы рассказываем. В основном хорошее. Если вдруг, я же всегда вас прошу, если вдруг я в чем-то ошибаюсь или что-то не так говорю, вы просто-напросто исправиться. Даже если он младше меня, я вас слушаю. Поэтому, Заур, ну, я же не могу тоже, есть какой-то предел, поэтому. А так, по мере возможности, завтра, если у меня получится, мы постараемся сделать, я вам расскажу, отвечу на ваши любые вопросы, которые вам интересны. Да, если получится. Вот, начиная с 10 и заканчивая до 12, если как бы со временем. Воскресенье, если завтра не получится, значит в воскресенье у нас будет чисто на чеченском языке. День родного языка у нас в воскресенье. Надеюсь, вы не обижаетесь. Надеюсь, вам сегодняшний эфир понравился. Надеюсь, что все будет хорошо. Да, не собак отволивали. Да, харслючу отшуна, пючбючу отшуна. Да, хукум дуэль. Я не буду проклятиями говорить, я не буду что-либо плохое говорить. Аллах дал тебе нахарбог, дал хукум дуэль. Мне очень приятно с взрослыми, с нашими сестрами, братьями, со всеми, кто бы то ни был. Если даже соседи, мне приятно вести дискуссию. Мне приятно с вами вести дебаты. Мне неприятно, как кошка с собакой грызться или это обсуждать. Нет. Мне приятно вести нормально, здравый. У меня нету такого подлости, чтобы к вам как-то подло относиться. Некоторые люди, к которым ты относишься с пониманием, с добротой, вежливо, хотя думают за слабость. Аллах дейл Аллах дейл все временно. Остальное все это временно. Просто есть шех бал цабагар, штат момент чу сун саля балба. Сейх бала бин лати тацалясун. Амши кудаят самуак сакам цундуха ويليلوش سسن شو دوي صندو عليش دوي دوش دوي كيجيشان عدلة غيرش دوي وسامنا ونخ إيزوش قيوش وما داتشو والله دات так никогда в жизни что соочи лавян соочи ахильчу соебах маш бяш буя сантесун бяш бяш ваш ца и эрадат что адехчан сомасарна парат ушун сейц шунюка مساريل لدرغوسو سونخا شو سوالله ميالدش حيق ليدو قدك دو نو أسين خوش كيبر شو جديد خارج خزدر خارج دقيقة خارج وصو получается у меня не получается у меня не миллионный паблик
вы знаете это. Я вас каждый раз прошу, новых приводите нам подписчиков. Пускай слушают, пускай интересуются. Меньше будут допускать ошибок. Поэтому я, валай, ни на что не напрашиваюсь, валай. Те проблемы, которые мне связываются, ху проблемы, альч, заура хаун свет связи, алкеч, эц барз айлина хаун, эц ибраим цуантруна хаун, эц джузина хаун. Я говорю, какие у меня есть проблемы. Вот если бы их не было бы, работа была бы еще круче и так далее и тому подобное. Но если они даже есть, несмотря на это, мы идем. Вот. Мне вот буквально через сколько там уже осталось? Сегодня какое число? 6 дюйм там. Через 11 дней 40 с макушкой хуливой. За 40 лет переваливают. И за это время Иштмал. И за это время всю свою жизнь я пытался, только стремился сейп оман, дикник халитлуш. Лаждалуш. Да, много ошибок совершил. Щеку ячил сюда. Очень много. Двахкуэле, чо двахкуэле шел. 7 дой, ну через 10 дней. Чо двахкуэле. Сайн $50 делик первого дюхар Аллах их дуэлас. Поэтому все, что было в моей прошлой жизни, прошлое, за это я тоже переживаю. Поэтому с днем я и так пытаюсь работать до 6-7, как обычные люди. Вечером, чтобы вас, я бы, наверное, чтобы не отвлекать, пятница, суббота, воскресенье я выбрал. С 12, с 11 часов, чтобы Европа, Америка, все могли посмотреть самое золотое время. Пятница, суббота, воскресенье, я хочу быть с вами. Потому что вы мне близкие, вы мне родные. Может быть, нас не так много, может быть, не все получается, может быть, многое вам не нравится. И в моих действиях, и в моей дискуссии. Можно, конечно, по час сделать, быстро закончить. Но это стримы. Когда есть правило, когда ведешь стрим, он должен длиться 4, 5, 6 часов, 8 часов. Люди, другие блогеры, я знаю, что на этих стримах собирают 50 тысяч, 100 тысяч, 20, 30 тысяч. Даже не беря наших чеченских блогеров, тот, кто ведет стримы, я говорю. И многие молодые люди знают это. Старшее поколение не знает даже, что такое. И донат не знает. И как в чате работать не знает. Но тот, кто в Твиче, кто работает там в разных играх, занимается этим, все прекрасно знают. Поэтому максимально нужно работать. Послушай, Омарша, давай, вот знаете, я хочу ко всем относиться хорошо, но я вас прошу, не сравнивайте. Я знаю о всех блогерах и о всех историках, которые мне рассказывают. Я знаю их сильные стороны, и я знаю их слабые стороны. Как нужно работать, я прекрасно знаю. Да, я технически, материально не так обеспечен, как они, но как работать, я знаю. И прекрасно знаю. И поверьте мне, я работаю даже не на 50% от того, что от КПД, который мог бы делать. Понимаете? Я работаю в меру своих возможностей. Все, что касается политтехнологий, геополитики, поверьте мне, истории, НКО, правозащитной, я все эти стадии прошел. Я работал, я знаю, как это нужно делать. Но опять же,
из всего этого я делаю только то, на что у меня есть возможность, и как я могу помочь своим братьям, сестрам. И реально все вы, которые в эфире сидите, в основном, которые со мной пишут, общаются, вы стали мне как моя семья. Я ни с кем вот так не дружу. У меня 1-2 человека из друзей. Вы моей семьей стали. Плохо, пандемия, война, света нет, газа нет. Вы всегда со мной, и я всегда с вами. И мы всегда находим общие темы. Для меня это очень важно. Поэтому сами решайте. Духда хамды аси. Завершая. Не забывайте подписаться, не забывайте ставить лайки, не забывайте комментарии оставлять. Продвигайте наш канал. Приглашайте побольше к нам подписчиков. К сожалению, у меня идут очень сильные атаки, а каждая атака и каждая жалоба очень сильно влияет на подписчиков. В ленте я вижу, что очень много добавляются подписчики, а в количестве Инстаграм снижает мне их. Платить я, как всегда, я и не платил, и не буду, возможно, сейчас, чтобы это исправить. Но от ваших комментариев, лайков, репостов очень многое зависит. Кто может, распространяйте суртак и WhatsApp, чулан, дайстаты, подписаться, дик, аж дичсон, военмастан выжрал душу, у кого есть возможность. У кого нету, ну хотя бы не теряйтесь, будьте всегда на связи. Герман, Озил, Масера Адекел, я на связи. Если что, у нас 4К в Ютубе. Ну, в Ютубе добавляется понемногу. Дайте нам обогнать этих нарнийцев хотя бы, ютубовские братья. Максимально подписывайтесь. Максимально. Жалко, конечно, бывает, когда... Ну да ладно, Дитер, давай. Я на связи. Всем огромное спасибо. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да, сидуэл. Бюстал де алейкум. Алейкум. Маш